قيلي ولا نخش ولا حيدين لقيت ولا ناس بقينا نخش دوتك ناسي لارمك هانس بنا نختي يعاسي ضي أكشح وشخ الله يشاء الله قل لي ولا شنسي بردا هانس بنا الصباح شمير الليتا مسك حيد واشترنا لجرح جوانا لدوخ ونخوصا مسك كنا ونشخر ديك بشي اهو خر قل لي ولا ناقصت لدى هذا سينا نخوصا. Я думаю, хотя их, конечно, не так было много, но, по крайней мере, 150-170 тысяч просмотров и взаимодействия аккаунтов с нашим каналом. Это хороший результат для нашего маленького блога. Это все благодаря вам, благодаря тому, что вы лайкаете, пишите комментарии, заходите в эфиры, смотрите, помогаете, распространяете, взаимодействуете. Это большая часть заслуга моих дорогих и уважаемых подписчиков, которые так взаимодействуют с нами и работают вместе с нами. Поэтому как говорится, достигнуто мы не останавливаемся, будем работать, будем показывать лучшие результаты, будем выкладывать все больше и больше исторических документов, разоблачающих ложь касаемо нашей истории. До других историй, мне, честно сказать, дела нету. Я не собираюсь вмешиваться в чужие, как говорится, исторические аспекты. Главное, чтобы не трогали нас, не трогали нашу историю, национальных героев, национальных героев и вообще что-либо касающее нашего народа. А так мы всегда рады общению, мы всегда рады взаимодействию с нашими соседями, с братьями, с достойными людьми. Недостойных, что поделаешь, в семье не без урода, как говорится, на Кавказе. Надеемся, что таких морально деградированных людей будет все меньше и меньше. Люди будут стараться общению, взаимодействию, будут знать с лучшей стороны нашу историю, взаимодействию с ними. Конечно же, можно было бы поднять и намного больше, если бы мы печатали или публиковали провокационные материалы, но мы себе не позволяем перейти эту грань. Хотя, честно вам скажу, за даже сегодняшний день поступило огромное количество материалов в Директ, как говорится, для публикации, для того, чтобы я ознакомился. Я с этими материалами знаком. Публиковать я их не стану, с учетом того, что месяц Рамадан. И плюс ко всему мы работаем над этим. Бек, как можно до тебя дозвониться? До меня можно дозвониться после эфира через Директ. Вот. Поэтому мы как-то притормаживаем процесс. Я пытаюсь немножко ограничить
материал в плане более познавательного, образовательного. Само собой, мы не забываем исторические аспекты касаемо нашего народа, проживающего в Иордании, в Турции, в Сирии, в Ираке, в Панкисе, в Аухе, в странах СНГ. Конечно, если будут поступать материалы касаемо нашего народа, мы их тоже будем публиковать. И снова же публиковать с лучшей стороны. Фитны информации о негативе очень много, честно вам скажу. Очень много, вплоть до комментариев, реклам, даже реклам, которые касаются непосредственно оскорбления и так далее и тому подобное. Но мы через это все прошли. 20 лет войны, которая продолжалась на нашей территории, мы и не такое видали. Конечно, видеть это от явных врагов, это можно было бы понять в то время, но сегодня это называется не явные враги, а скрытые, поскольку они под маской братства пытаются оскорбить, задеть честь, достоинство нашего народа, который исторически, мы знаем, автохтонный народ, который никогда не позволял себе посягательства на чужое, имеется в виду в земельном отношении. Нету ни одного факта, чтобы было так. А что касается уменьшения нашей территории или захвата, или просто поселяясь на этих землях, используя хорошие отношения или взаимоотношения с нами, пытались и пытаются использовать сегодня, рассказывая различные байки. Ну да ладно, Аллах всем судья. Снова же мы не ищем и не пытаемся это, как говорится, слабые места. Мы будем публиковать именно интересующие нас историю. Я знаю, что очень много мне прислали карт, особенно последние карты касаемо Кавказской войны, промежутка, это начала 19 века и до начала 20 века. Эти карты я очень много публиковал, нового там ничего нету, само собой. Да, конечно. Публиковал, и само собой на эти карты пытались мне, как ни странно, указать и говорить, что якобы эти карты были сделаны мной, хотя они в свободном доступе, и когда начинают ковыряться, они находят эти карты, и ничего тут, как говорится, такого сверхъестественного нет. Нам не нужно ничего сочинять, выдумывать. Все есть в открытом доступе. Мы ничего от себя не рассказываем, от себя не печатаем. У меня буквально где-то еще 200-300 карт. Редко бывает, когда я нахожу карты, которых у меня нету, которых я не публиковал. От самых ранних до самых поздних. Вот сегодня мне один из наших подписчиков, брат, прислал видеоматериал о противодействии Надир-Шаху. Ролик был сделан дагестанскими историками, или историками, или исследователями, не знаю, блогерами. Но мне хотелось бы, я здесь думаю, что есть некоторые ребята из соседних регионов, из Дагестана. Прошу подкорректировать свои ролики и не использовать фотографии чеченских национальных героев. Бейбулат Таймиев никогда не звали Муртаз Али или как-то другим, и он не был никогда аварцем. Вы используете фотографии Бейбулата Таймиева, они есть, и все это знают, но вы, к сожалению, в своем ролике его закинули как какой-то Муртаз Али, то ли с Хунзаха, то ли и так далее и тому подобное. Я не знаю, конечно. Я понимаю, я так понял, что ролик был сделан аварцами, поскольку везде там стоит красный флаг с
с похожим то ли на лиса, то ли на волка или флагами. Но в любом случае желательно вот такие исторические погрешности исключать, поскольку использование фотографий чеченских национальных героев это как-то неправильно, недостоверно. Башлам, в интернете есть карты, где нет слова даже чеченец, так что выставлять их, думаю, нецелесообразно. Ты знаешь, чеченцы-то есть в многих местах. Из 100% 90% есть, где написано чеченцы. А вот ингуши в процентном соотношении, их где-то 20-30%. К сожалению, не к твоей радости. Я их не выставляю, если даже там нету чеченцев, даже если написано черкесы, я карты выставляю, если это касается определенного периода или исторического процесса. Вот. Но слово ингушей в многих картах, процентов, может быть, 80 нет. Особенно раннего периода, 17 век автоматически исключается, само собой. Поэтому ничего такого нету. Дело даже не в чеченцах. Нам на наших картах чеченцы именуются разные. Мичукицовцы, качкалыковцы, мизджеговцы, дзурдзуки, кисты. Мы все знаем, что это чеченские названия, поэтому для этого использовать карты можно любые, где главное есть их. Карты, снова же, рисовать карты, и у меня нету абсолютно ни желания, ни возможности, и я даже не интересуюсь этим. А использовать материалы грузинских картографов, допустим, тех же, или армянских, или арабских, или турецких, их, конечно же, намного проще. Хевсурс, грузинские карты, там очень много можно использовать в последнее время. Вот именно по грузинским картам я работаю, они более полные, хорошие. На одну карту, выставляемую в Ахушти Багратионе, в кавычках, предполагаемой одной карте, можно против поставить 10-15 карт, где совсем иначе выглядит карта, и написаны эти карты, включая от голландских картографов, венецианских и разных картографов, мы можем найти спокойно на картах территорию, как говорится, или место, где проживают нохчи народ. С другой стороны, мы знаем, если люди не глупые, уалейкум салам, мы должны понимать, что сами ученые, исследователи, даже европейские исследователи говорят, что территория Центрального Кавказа, включая от фактически реки Сулак и до Дарьяльского ущелья, в основном в многих местах просто-напросто пустуют или остаются пустыми. Почему? Потому что данная территория не изучена, не исследована и неизвестна. Даже сами того не понимая, многие дагестанские историки, когда пишут о различных своих ханствах, шаухальствах, царствах или как тому подобное, все эти карты, когда они указывают, дальше фактически многих, даже если мы уходим от Сулака, доходя до Акташа, допустим, до Ауховского наибства, и выше уже идет совсем другая карта. Башлам, давай будем честны хотя бы перед самими собой. Если мы не верим одним, зачем верить другим, не понимаю. Так я ничего такого не говорю, верить одним или верить другим. Почему? Можно верить картам одним, другим, допустим, на тех же картах, где написано Черкесия раннего периода. Там есть река Мансура, то есть в честь шейха Мансура написана карта. Видать, карта адыгская или черкесская. Там многие места написаны, хотя в некоторых местах Эндрей называется чисто чеченским городом и поселением. Тоже есть такие карты, хотя некоторые пытаются уже более поздние названия эндереевцев приписать к Дагестану и указывать, что это дагестанские территории. Да ладно, Бог каждому свидетель и судья, это в судный день, наверное, выяснится.
А что касается верить одним картам, верить другим картам, да при чем тут верить, не верить? Мы можем изучать, мы можем знать. Мы знаем, допустим, определенное время, что на этих территориях плюс-минус мы даже по тому же Клёсову генетику, который указывает и Блюменбаху, первому, одному из основателей антропологии и вообще основателю термина «кавказиан», указывает, что на территории, где проживают на Кавказе, есть автохтонные народы. Плюс-минус 3,5-4 тысячи лет. То есть эти территории пустыми не были. 4 тысячи лет, если проживаем тут мы, с учетом того, что ингуши, чеченцы автоматически это один народ, за это переживать не стоит. Просто проблема в том, когда начинают изучать карты, начинают делить. Это были наши, это были... Нет, наши, ваши не было до 1770 года. Появилась царская Россия, уже тогда появилась наши, ваши. До этого не было никакой ваши нету, наши нету. Может быть, ты говоришь, что Вселенная. Почему мы не говорим? Конечно, не Вселенная. Мы не мировая империя. Разве я говорил об этом? Мы же говорим и упоминаем конкретные промежутки истории. Нам не нужно другие говорить, обсуждать. Какие-то там говорить, что мы великие, невеликие. Нет. Нам нужно знать в этот промежуток истории, где у нас потеряно, где мы не можем описать. Мы не знаем. Утеряли и тептеры, и какие-то писания. Все это утеряно. Приходится восстанавливать по крупицам, по чужим материалам, по чужим работам. Кто знал там до определенного времени, что Дзурдзукетия существовала, и Дзурдзукетия была до нашей эры. Мало кто об этом знает, что потомки дзурдзуков являются чеченцы или нохчи, правильно сказать. Вот. Или то, что там кистинцы, это те же самые потомки кистинцев, это чеченцы, ингуши, бацбийцы. Мы не говорим о величии своего народа, мы говорим об истории своего народа. Прошу не путать Божий дар с яичницей. А так, субъект, не субъект. Ты хорошо, ты вот сейчас говоришь там величие. Разве Нижний Новгород не изучает свою историю как отдельный субъект? Изучает. Допустим, Мордовия изучает, другие любые республики изучают. Каждый пытается про свой регион, про свою территорию найти какие-то исторические аспекты. Просто у кого-то они есть, у кого-то их нету. Башлам видел, что ЮНЕСКО отнесла чеченский и ингушский язык вымирающий. Да, это уже 2 года или 3 года свобода 18.2 или свобода 1, свобода 8.2. Это да, эта информация уже, как говорится, тут чеченский, ингушский, это не отдельно фактически, это и есть один язык, ни больше, ни меньше. За это, как говорится, сегодня, если мы его считаем отдельно, но по сути это не отдельные языки, это один и тот же язык. Машаллах, очень здраво мыслишь, вашлам. Вот, салам, хаиец, вообще. Дзурдзук Хендуаш. Дзурдзук это грузинское название, наименование чеченцев и ингушей. Частично ингушей. Башлама до ислама в Чечне было христианство или же язычество было. Огнепоклонничество не замечено, но язычество было. Конечно, было. Это знает каждый. Вот. Хапта, я могу тебе очень просто помочь, если он гварденя, 5 секунд мы можем помочь. Он гварденя. Халдоцек духой. Ты можешь просто нажать кнопку, выйти с эфира и все. Вот так вот. У наших далеких предков было много богов, во главе их стоял Дейлах и Нана, да. Вашу алейкум салам.
Ва алейкум салам. Ва алейкум салам. Вот так вот. Дэрес хил. Массера буэр Аллах дар атту. Я сейчас на минутку вас оставлю и подойду. Дякую, Милош. Очень часто задается этот вопрос о том, что было ли язычество или не было. Конечно же, было. Было язычество, было христианство, проникновение, но не распространилось. Да, именно дзурдзуки кисты называли нас непосредственно грузины. Иранцы нас называли сасанами, черкесы нас называли чачанами, аварцы называли буртиналами, кумыки нас называли мачевышларами. Как сделать донат? Давайте, чтобы вам было проще, я сейчас запишу номер, прикреплю. Тот, кто хочет задонатить, 42 76 630 298 60 6448. Номер для доната. Опубликовать, прикрепить. Вот так вот. Так будет проще. Если кто хочет задонатить, добро пожаловать. Чачан, шашан, шашен, захат. По-разному. Есть чачан, говорят, есть шашан, говорят. В основном шашан, конечно, от этого русские взяли как чачан. Вот. И, само собой, арабы шишаны называют. А осетины цацанами называют. Вот, терские казаки, само собой, чеченцами называли. Честно сказать, не знаю, как нагайцы называли, но походу нагайцы то же самое называли. Вот. Брат, расскажи про Султанмут Эндрейский, очень интересно было. Про Султанмут очень, как говорится, немного информации. Султанмут, на стороне Султанмута были часть и чеченцев, и против Султанмута на стороне Шахмурзы Якутского тоже были чеченцы. Более достоверной, полной информации, конечно, у нас нету. Но мы публикуем понемножку. У меня полной, как говорится, картины нет. Да и, честно сказать, я не сильно пытаюсь, как говорится, влазить в эти дебри, потому что, что бы ни напечатали, начинаются вот эти разговоры: ты не так сказал, ты не это сделал. Взаимодействие с Султанмутом снова же была и поддержка
со стороны ногчи народа ему. Но и, как мы знаем, там фактически Султан Мут преследовал одну политику, а непосредственно Шейх Мурза Акотский хотел вне Султан Мута независимо через Россию править своими землями и своей территорией. Вот. А так глубоко, как говорится, про этот материал с ними очень мало. Башлам, есть ли рисунки древних чеченцев, не таких, как в 18-17 веке, а более средневековым? К сожалению, средневековым пару есть. Бамс, Барамс, Дересхил, Хакачане, Ваяда, Лаха. Дахойта дука и яйтни. Аллах дал сиду, дал саю, ляйтин чермаса. Есть пару рисунков, считается, что 15 века, но у немецких исследователей один или два. Больше средневековых, как говорится, рисунков нету. О каких рисунках мы можем говорить фактически о зодчестве нашего народа? Тоже информации очень мало. То есть и башни, и строения только 18-19 века. Ранее нету, просто-напросто нету исследователей, которые изучали бы, которые бы занимались бы. Не то, что нашего народа нету фактически даже понимания того, какая флора и фауна находилась в центральной части Кавказа. И это все начинается уже ближе к 17-18 веку, когда уже Россия начинает распространять свои территории, расширять свое геополитическое влияние на Кавказ. И только тогда начинают появляться. Доподлинно неизвестно до сих пор, каким образом проживали столько лет и не знали о территориях, которые существовали на Кавказе и не изучены, как со стороны и Дагестана, хотя многое картина известна, поскольку в Дагестан, мы знаем, существовала Кавказская Албания, мы знаем, что на территории Чечни 4 культурных, так сказать, пласта были: Каякена-Харачоевская, Кабанская, Майкопская и какую-то я упустил. Майкопская, Кабанская, Каякена-Харачоевская, Кура-Аракская и последняя Кура-Аракская. Вот 4 культуры, которые распространяются. Я уже не считаю скифо-сарматская, говорят, что и она тоже была, но определенное как бы распространение было у них. Об этом должны знать больше уже специалисты по археологии. Ну, фактически в материалах, которые археологи исследовали, все вот эти 4 кластера находятся на одной, так сказать, маленькой территории нашей Родины непосредственно. Вот, в отличие от многих других. Так вот. Так вот. Давайте задавайте вопросы, и мы потихонечку будем отвечать да Аллаха по мере возможности. То, что мы знаем. Собола, блогер Ухса. Вот моя работа. Блогерская работа. Это самое большее, что у нас есть. Так.
Так. Так вот. Если я буду вам благодарен, если вы оставите на ненужные пустые разговоры свое внимание. Если у вас есть вопросы, задавайте. Проще будет нам общаться. Дал и видел Хава. Поэтому не теряйте зря времени на ненужные разговоры, споры. Если я увижу оскорбления и так далее, тому подобное, кто бы он ни был, отправим за борт. Надо это учитывать. И плюс ко всему я хочу, чтобы вы понимали, ва алейкум салам, одну самую главную вещь. Уважать и любить арабов большей ее части нужно просто из-за того, что киум да цавай пайхмару арбохил. Саллаху алейхи вассалам. Я прошу не оскорблять, я прошу не унижать достоинство всей нации, кто бы он ни был. Аминь. Потому что это некрасиво и неправильно. Вот говорить об этом или обсуждать. То, что есть сегодня плохие люди среди любой нации. Назовите мне хоть одну нацию, которая идеально, правильно или нет. Ялхарва тейп считается или местность. Некоторые говорят, что местность, некоторые говорят, что тейп. Честно сказать, по этому вопросу я так и не понял. Одни говорят местность, которые в этой местности проживали. Но в любом случае это уарства те же самые. Поэтому прежде чем мы распинаемся и начинаем про Хевсур, Хевсуры близкородственный нам народ, по крайней мере, был когда-то, по крайней мере, братский, соседний. Вот. Считается, что Хевсуры, Пшавы, Тушины, Сваны были когда-то с нами одной, как говорится, крови, но позже в свою идентичность, национальную идентичность, они себя называют грузинами и являются грузинами. Живой тейпду, Акка Гердук живой тейп. Башлам вчера статью одну прочел о формировании тюркского языка. Это из арабского, греческого, насколько правда. Честно сказать, я не знаю. Формирование тюркского языка и тюркской культуры, оно очень сложное. От кого они сформировались и где, я меньше всего интересовался этим. Резван Ибрагимов, Далгеш Дуэльцун Веллу, я говорить о том, что Далгеш Дуэльцун, он сегодня перед Всевышним Аллахом ответит, что он говорил. Это его мнение, это так думал человек. Он не специалист, он не историк, он не этнограф. Человек со своими взглядами, со своим мнением. Он когда-то это написал или сказал. Я не хочу сейчас углубляться, потому что есть и родные, и близкие. Я думаю, никто бы не захотел бы тем более махиба тадиц вешхалдат сидалгеш дуэлцуна. Амбах пурба мавел. Но у него такой взгляд, как говорится, отношение к нему. Жевы относятся к акинцам Аухо.
ауховцам тоже они считаются, но я разговаривал, ой, жай, это одно и то же, они себя больше относят и считается, что они вот именно с урочища Акка Боч Меттер Хабел Бокуш. Аухо, я не знаю, как у тебя информация какая есть. Родина тюрков Алтай, они там живой Акка чисто. Я знаю, Дженчур, я и говорил здесь, ну, Чертвай, что можно сказать о Чертвай? Чертвай чисто ногчий тайп, не маленький, большой тайп, очень всегда считались, так сказать, людьми мира, очень всегда пытались в основе своей этот тайп относят как тайп, который делал всегда маслаат между кровниками, между урождующими. Вот, основатели многих сел на равнине, начиная от Гудермеса, Петропавловки, Ильиновки, вот сейчас они так называются. Считается, что основоположниками они, к сожалению, Чертвайлам, Чертли, село, оно осталось в Грузии. Ну, я так понял по разговорам, по общениям, что у них из-за кровного преследования и какой-то вражды пришлось покинуть родные, так сказать, Уэхел территорию, но так получилось, что они там сегодня остались, земли остались в Грузии, а сами Чертвай исконно ценнохчи был в основе своей J2, J1, J2 будешь, так что чертовцам нету никаких претензий. Башлам, ассаламу алейкум, как тебе эпопея с шариатским судом? Не знаю сейчас, как ответить. Будет ли отвечать Курбанов, не знаю, посмотрим, как ответит он. Но я думаю, что это какой-то уже большой просто шоу превращается все это, конечно. Ялхуай ногчи тейп ду, Ялхуай очень достойный тейп, очень благородный тейп. Про них я написал, у меня на странице есть. И они очень хорошо, как говорится, себя показывали как воины. Некоторые считают, что они в свое время в историческом процессе занимались тем, что собирали определенные налоги для нашего государства. Буду я черту нахчи, цен нахчи бу. Курбанов ответил, предложил Москву. Я не видел. Второй ответ уже сделал, да? Есунцагина Базель. Нахчи Галай. Я не видел второй ответ. Поэтому, как говорится, я, честно сказать, не слежу за ними. Мне столько моментов чисто час назад закинул, как ты сказал, шоу. Короче, да, видать, оно превращается уже. Вы сюда, мы туда не приедем, вы сюда не приедете. Это превратилось уже в некое противостояние, как говорится, разговоров. Но, кстати, они же сказали, мы не против. Второй раз, когда видео снимали, вроде бы говорили, что не против в Москве провести шариат, говорили. Теперь посмотрим, как они сделают шариатский суд, что вынесет в Москве, будет ли шариатский суд. Это, конечно, это из ряда вон выходящие, честно сказать. Я даже не знаю, каковы будут последствия. Дело в том, что использование в светском государстве решения шариатского суда, да и что может быть, каково может быть решение, это для меня немножко непонятно. В Москве шариатский суд, это уже звучит странно. Но я и говорю, Захат, это, честно сказать, непонятная ситуация. Как это будет, что это будет, неизвестно. Посмотрим. Разговоры.
каково будет решение, честно сказать, я не знаю. Хотя, если он разложит, я видел сегодня видео, где Кастоев Айса сказал те же самые слова фактически еще до того, алейкум салам, до того, как сказал Курбанов Руслан об этом. Ну, это почти что одно и то же было. Я думаю, что уточнение просто имеется в виду, хотя не буду я влазить в эти дебри. Курбанов предложил из-за этого ученого алима в роли третейского судьи либо народной дипломатии решить вопрос. Много ингушев, не знаю я. Да, Кастоев. За 20 лет войны где они были? Там же твои арабы, почему в Чечню не приехали помогать нам? Так, еще раз я вас прошу. В мире 200 миллионов арабов. Вы можете оставить этих арабов в покое? Уважаемые зрители, вы зашли ко мне на канал. Я вас прошу задавать здесь вопросы мне. Элд Смайл, может быть, он для тебя легендарный революционер? Для нас он враг народа. Это умственно больной человек, которого убили так, как его нужно убить. Поэтому здесь Мазлака никто не считает ни героем, ни революционером, никем. И я не знаю, будь он 3 раза проклят, кем он, где он там похоронен, мне дела нету до этой собаки. Человек, который был больной, маньяк, убийца, считать его каким-то героем, революционером, как может повернуться язык даже. Поэтому, уважаемые братья, еще раз я повторю, не нужно никому отвечать, что касается арабов или кого-либо. Если у вас есть вопросы, задавайте мне. Этот эфир не для того, чтобы обсуждать арабов, турков, сельджуков и так далее и тому подобное. Хаттал. Даже в советское время Мазрат не стал героем, как ни старалась советская власть. Америка сегодня признала. Но это стоило ожидать с учетом того, что самая большая делегация, не могу сказать, но вот огромное количество, самых больше проживает армян в Америке, очень влиятельные люди, поэтому с учетом того, что нагнетающая обстановка, я думаю, что это стоило ожидать. Америка и Турция не в лучших отношениях. Мазлак не имеет ни тейпа, ничего не стоит. Поэтому я не собираюсь изучать его родословную. Есть определенные люди, которые не имеют ни тейпа, ни рода, ничего. Эти люди, которые больше враги нашему народу, чем сами того не понимают или знают. Я лично не вижу в нем ни героя, ни революционера. Что можно рассказать о Дышне? Дышне исконно нахчи тейп, большой тейп. Больше говорить о них не входит в тукум, хотя веденские дышницы входили, как говорится, ичкеринский тукум. Были вместе во всех сражениях, сопротивлениях, поскольку дышные тоже есть западные дышные, есть восточные дышные. Я их не делю, я говорю географическое расположение. Дышные точно так же есть и в Панкисе, и очень много. Один из основателей Дуиси был дышный, поэтому вот такая вот ситуация.
Эльцмайл, он, наверное, похоронен рядом с Уцигом Малсигом. Где-то в этой области они вместе похоронены, походу. Он был маньяком, он не был плохим человеком. Его убили собственные, его уже семья его убила. Уже родня убила, потому что столько кровной мести было на этом человеке, что весь род, все их потомство могло погибнуть, и они сами его убили. Вот. Говорят, очень жестоко убили, причем. Был здесь один душевно больной, Захат, среди нашего народа во время революции. Вот. Первым революционером считают у нас, вообще описывают советские ученые, это первого имама Кавказа шейха Мансура. Алейкум салам, Нахчи. Очень жестко поддерживал Захат, убивал только так. Сейчас я бяхмобилыш, я сейчас быстро таблетку выпил, что-то немножко мне не по себе, вернусь сейчас. Вчера был эфир, но я его не сохранил. Ненужные разговоры ни до чего хорошего не доводят. Башлам читал новую книгу Мурдалова, Муслима, про выселение. Там архивные документы рассекречены о том, как с 20-30-х годов готовились к нашему выселению. Нет, не читал. У меня его 2 части есть, про имама Шамиля и... как там у нас? История народов Северного Кавказа книга есть. Вот. Алейкум салам. Амин. Не читал. 2 книги он мне подарил, но эту 3 пока он мне не дарил. Если подарит, прочитаю, скажу. А так я не читал. Чего нет, того нет. Ударьтесь, Аяздинок. Что-то я не вижу твоего вопроса. У нас тоже был такой революционер, Балнагол всю интеллигенцию перестрелял во время революции и до 1938 года уничтожал образованных. Потом его самого расстреляли в Берии. Вполне возможно.
А в каждом народе есть. Ва алейкум салам. Что там ты задал за вопрос такой? Дай мягкан ари. Я не вижу твоего вопроса. Дай мягкан ари, твой вопрос до меня не дошел. Цахаттар дарса ал юхаца хаятин. Твоего вопроса у меня нету. Он до меня не дошел, к сожалению. Дженчур, Мурат, Жуапло башлам. Ва алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатуху, брат полковник. Дик халестин, можно один вопрос эльчиги качать халванса дат ктига, твоего вопроса нету. Халестин хажакса. Дело в том, что в каждом народе, я еще раз говорю, бывают такие люди, за которых стыдно говорить. И этих людей я не сильно желаю обсуждать. Вы должны понимать, что мы собираемся, вообще ведем этот паблик и блог только ради единства нашего народа, неделимости нашего народа. Вот. Какие взаимоотношения хорошие, плохие у нас были с соседями. Там по мере возможности. В основном я смотрю как бы в хорошем русле. Вот. С кем были хорошие отношения, кому, кто никогда не предавал, помогал по мере возможности. Если есть люди, которые фактически отдали свою, как говорится, работу, все, что есть, за правду касаемо нашего народа, допустим, как это был Адык-Черкес, знаменитый, сейчас фамилия опять у меня с головы вылетела, поэтому исторический факультет изучает всю историю в основе своей, везде понемногу. Просто есть более углубленный курс, когда я учился, я занимался в основном, конечно, не столько своей, сколько истории России, касаемо особенно татаро-монгол. Ну, честно сказать, многое только во время процесса ты начинаешь вспоминать. Ну, история, на то она и история. Изучали историю Азии, Африки, изучали историю Европы, изучали историю, даже были определенные там уклоны на Францию, Германию. Изучали истории там немного Соединенных Штатов Америки. Но в основе эта история России была. Вот, историю Чечни тоже изучали, но вы должны понимать, специалистов в этой области было очень мало. Я не был регионоведом, как многие наши сокурсники. Но после истории родного края больше заинтересовала, и оказалась она намного интереснее, чем другая история, потому что более древняя, более большая и очень много в нем белых пятен. То есть исторических материалов очень мало касаемо нашей истории, а та, которая есть, она вылеплена то ли периодом царской России, то ли периодом СССР, то есть очень не с лучшей стороны, так сказать. А современная история вообще стоит только, как говорится, твои одногруппники забросили историю. В основном, да. Музееведов несколько устроились в разные музеи, а остальные забросили. Кто-то подался в политики, кто-то подался в бизнес, в основном забросили. Поэтому многие забросили. История, изучение истории или рассказывать какие-то исторические моменты нашей истории, оно невыгодно многим. Оно не дает ни хлеба, как говорится, не дает тебе ничего. Это однозначно. А если мы же дай мягкан аре, вопрос мечаду тишь.
Я вот смотрю на твой ник, Даймахкан Ари. Вот ты говоришь каждый раз, пропустил мой вопрос. Но нету тут твоего вопроса. Дикхалист вопрос. И я зиндуа. И после этого нету твоего вопроса. Я не знаю, куда ты отправляешь эти вопросы. Но до меня они не дошли. Еще раз тебе повторяю. Не дошли. Твой вопрос не дошел. Последний твой комментарий. Дикхалист ю. И потом опять пропустил вопрос его. Нету твоего вопроса. Я не знаю, куда ты их отправляешь или как ты их отправляешь. Но мне не дошло. У меня вроде бы есть хороший интернет. Провайдер находится за, грубо говоря, 7, 8, 10 тысяч километров. Поэтому не было ни одного сообщения. Ни от тебя нету, ни от чего нету. Когда приходит хоть какое-то сообщение, оно сразу становится видным. Ва алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатуху. Ни вопроса не видел, ничего не видел. Говорит о воссоздании Ингушской республики 20-е годы. Нохчи борт был, знаете, Елха, там жили Елха. Ты какую историю изучал? Что вопрос? Значит, Даймахкан Ари. Значит, у тебя что-то про Тайп Ялхуай. Надо спуститься вниз, там видео про Ялхуай. Сейчас я посмотрю. Ты какую историю изучал, то? Ты какую так? Нохчи, по-моему, лучший мир, чем война. Мурат, я тоже мусульманин. Цац Болчар, Вайдух Даймна, Радинга Плагруппа. Ты какую историю изучал? Ты какую историю изучал? Дальше идет вверх. Идет Хаваж, с кем были. Мурат идет, жить надо дружно. Ладно, надо следить в Ютубе. Чечениш написал, Арбой написал, Арбой Букучуах. Хапта написала, Хава написала, азербайджанцы благодарны нашему народу. Ахмад Супьянов, Дейрбук написал, Хаваж написал. Нету там твоего вопроса. Я не знаю, что ты за вопрос говоришь. Пара прогуливал. Очень редко. Очень редко. Я работал в библиотеке. Моя первая работа на полставки — это библиотекарь. Поэтому прогуливать не получалось. Если я учился, то пары, когда не было учебы, я работал. Первая моя работа это была в библиотеке, потом, альхамдулилля, потом я работал интервьюером, то есть проводил социологические опросы, ездил по всей республике, в горные, на теречные и так далее и тому подобное. Поэтому я знаком лично с Левада-центром и проходил обучение, социологические опросы делал сам с 2003 года, кажется. Да, на втором курсе мы начали, и где я только не был. Поэтому Башлан не из тех, кто прогуливал бы. Ну, у меня И вот поступил сегодня первый донат. Первый донат сегодня поступил. Просто кто-то задонатил. Нет, Беслан задонатил. Беслан дал сайол, а донат дал духуахуэль. Обещ мархи бата. Эзашка соуда килая. Дает нага. Дайла беркет тойл болдис нага. Өзен амдоз хейцам цахейцинцер. Халхирчун алсам латцен дадельч сан махиет картидя. В 1983 году, в то время председателем ЧССР был некий Боков. Он часть территории Казиной Ам и землю, которая там была, передал, не знаю по каким условиям, Даниялову, то есть Дагестану. Есть официальные документы, есть карта, сколько он отдал и сколько передал.
Башлам Владикавказ ингушский или осетинский. Владикавказ, правый берег, считается ингушским, левый считается осетинским, но Россия говорит, что это российский, потому что основали эту крепость, хоть и на землях селения Заурова, но крепость основали русские. Русские говорят, что Владикавказ их, осетины не признают, что правый берег, по крайней мере, их блогеры не признают, что правый берег является неотъемлемой частью ингушей. Ингуши заявляют, что правый берег и Владикавказ была столицей некогда Ингушского округа, хотя я думаю, что это было во времена Владикавказского округа. Часть столицы у них была там, поскольку Назрань не перенесено было, где-то я так читал. Ну, там такая ситуация. Заурово селение было ингушское. Да, имам, я живу в городе. Я живу в городе. Уже сколько? 17 лет я живу в городе уже. Часто бываю у нас дома в Бердкелах, поэтому Бердкелы, Гали, тут для меня 5-7 минут езды. Моздок кто основал? Ну, считается, Моздок считают кабардинцы, своими считают, снова же, своими землями считают, Нохчи считают своими, ингушист считают своими. Но если говорить, кто за нее сражался больше всего, это, конечно же, кабардинцы. Это кабардинцы. Думал, но возможности сейчас пока небольшие, брат. Бердкелру. Соцэр Бердкелру. До этого я жил в разных местах. В Центральной Азии жил, в Новосибе жил, частично в Казахстане жил. Вот так. Учился, в Старых Атагах жил. Старые Атаги, СССР, потом Бердыкель, потом Грозный. Мы хотим вернуть свои земли. Надо написать коллективное письмо. Вот, полковник, значит, Гергелу Хилмек Штуквойшин. Мы хотим вернуть свои земли, Сунжинский, Малгобекский, срочно. Напишите письмо, подайте его, я не знаю, правительство, в парламент. Наверное, Вежрисун, фамилии я не буду точно помнить. Ну, многие говорят, что да. Да, возможность в плане финансов. О какой книге может быть речь, если я, в принципе, не могу какие-то вопросы элементарно простые для даже развития своего блога довести до, так сказать, идеала. Все упирает в возможности. Возможности. Полковник, черту Бердкела, мобугун одук. Хаваж, да и рез хил, Аллах рез хил, он тогда это на алана, дал сей дойла. Поэтому как-то вот так уже. Содавиш бах, давиш, бюстей галеогел. Мусаевы? Какие именно Мусаевы? Аршты был, брат. Да, был Аршты. Башлам, правда, что Наиб Яшамильч Гехинский перешел на сторону русских? Не слышал такого. Ислам, одни другие для нас. Моих оттуда высадили. Из-за чего месть? Мусаева, Артхагягер, Мабу. Там Мусаевы, Щикру, Айбук, Тайпан. Шароевские Мусаевы. Если я не ошибаюсь, Щикру, Айбуцига был Мусаева, Артхагергербеш. Если там нету других Мусаевых. Анзор Лейч Омар.
Не знаю уже, если Шикрай была, Ишвай Гергер был. Но я живу канал Листя. Первый, когда я въезжаешь в село, первый канал ты Макачня Ашусо. Пошла во время учебы, ты попадал в смертельно опасной ситуации в 2000 разгар второй кампании? Конечно, попадал. Я ухой Мусаев. Не знаком с ним. Бабушам Хирбусуныш, но войнула аж батиш уже. Попадал, несколько раз попадал под зачистки, несколько раз попадал под обстрелы. Да, я служил в Первую Чеченскую войну, Вторую Чеченскую войну. Я 20 лет служил. Тот, кто прожил 20 лет в Чечне, не нуждается в армии. Он прошел такую школу обучения, что закрытыми глазами может собрать и разобрать и гаубиц, и танк вместе с вертолетом. Был один случай насчет вертолета, я вспомнил как раз про армию, раз заговорили. Это реальный случай. Дело было так. Поскольку селение Бердыкель находится недалеко, буквально 2-3 километра от Ханкалы. Ханкала — это военная база, как вы знаете. Вертолеты летали очень низко по полям, особенно над селениями, или по Аргуну, или же по полям с Бердыкельской горы. Вот летали по полям очень низко. Открытые двери, и само собой там сидел пулеметчик, всегда направлены вниз, там лесполосы такие у нас в селении. И получилось так, что один раз из Аргунского ущелья со стороны Шатоя вертолеты обычно летели через это по Аргуну вниз. Один вертолет зацепился за высоковольтные провода и упал. Само собой, все, кто был на этом вертолете, погиб. Но дело в другом. Дело в том, что по полям, пока подъехал БТР, положили на них трупы, взяли вот эти ракетные установки из-под вертолета, военнослужащие увезли трупы вместе с установками этими ракетными, то есть первое оружие, которое было самое главное, они положили и уехали первым рейсом. Когда вернулись обратно, вертолета вообще на поле не оказалось. Через месяц, когда на Аргунском мосту стоял пост. Через месяц на посту в Аргун остановили большой газик, закрытый, с будкой. Когда открыли эту будку, российские офицеры сказали: вот и наш вертолет. То есть за промежуток, пока они отвезли трупы и оружие до Ханкалы и вернулись, бердыкельцы полностью распилили, разделили весь вертолет на куски и отвезли. Через месяц, когда они повезли его продавать на металлолом, его задержали на посту. Вот такой вот случай был у нас, как говорится, в нашем селении родовом. Точно так же еще один случай был. У нас был один случай. Очень много гильз было на полях от гаубица. Они были бронзовые. Прямо там КАМАЗами были эти гильзы. После отстрела пушки забирали, а вот эти гильзы никому не нужные, простреленные оставляли. То есть на полях нельзя было, само собой, были заминированы, ничего сделать нельзя было. Вот были вот эти гильзы. Когда начали принимать цветной металл, полностью все гильзы, все мины, все, что было алюминиевое, не алюминиевое, полностью очистили наше село, наши односельчане. Так что вот так выживали, как могли, работы не было. Само собой, если ты, конечно, не военный, а военные в то время не брали никого. Вот так вот, как говорится, выживали бердыкельцы. По мере возможности, конечно. Ищ ситуация шхалах шандука. Конечно, были и плохие ситуации. Во время войны бердыкельцы ходили в лес и прямо с Ханкалы обстреливали. Очень много покалеченных людей в лесу, много убитых людей. Вот так вот. Много всякого было в моем родовом селе за эту войну.
Но вертолеты падали. И падали не только простые вертолеты, но и падали сверхсекретные, такие новые навороченные вертолеты, такая как «Черная акула». Вертолет был, военные говорили, что он был сбит, но люди, которые находятся и живут прямо у реки Аргун, говорили, что он точно так же не успел сманеврировать, задел высоковольтные, как говорится, провода и упал полностью в реку, взорвался, погибли все. Я лично помню, я в то время был студентом, когда останавливали на посту, смотрели прописку, когда видели «Комсомольская», лично мне на посту говорили военнослужащие: что же вы, вроде бы мирное село, а сбили наш вертолет. Вот с такими недоверием и оскорблениями приходилось проезжать через 33 поста, прежде чем доехать до Чеченского государственного университета. Поэтому вот так все происходило. Не знаю, будет ли завтра стрим, это если у меня будет возможность, конечно же. Вот так вот происходили случаи. Да, это был тот самый легендарный вертолет «Черная акула», который считался неуязвимым. По крайней мере, вот такие случаи были. Был ли он сбит или задел ли он провода, Аллаху алям. Но за это очень долго перекрыли дороги, не выпускали из селения людей. Люди месяцами не могли ничем затариться. Пешком на тачках только женщины, мужчин не выпускали. Ездили с Бердикеля до Аргуна, чтобы просто купить макароны, первую соль, сахар. Необходимое самое. Только женщины ездили. Вы представляете, это приблизительно 15-20 километров на тачках, которые спереди толкают. Ездили за едой в Аргун. Так что о войне можно говорить, можно рассказывать, можно мечтать и говорить, что мы такие воины. Но тот, кто не видел войны, тот не знает, как это тяжело. Болтать мастера все, а вот пройти реально через войну, сколько похоронили, сколько изувеченных тел, сколько погибших, это просто не передать. Страшная война, страшная. И никому, конечно, мы не желаем такого. Чингисхана здесь никогда не было. И тот, кто говорит, что Чингисхана или Тамерлана наказал, это самый, что не есть балабол и сказочник. Ни один человек на Кавказе не наказал и ничего не сделал. Ни Тамерлану, ни Чингисхану. Население Бердикеля знаешь? Конечно, знаю. Это мое родовое село. Знаю, конечно. Если ты про количество говоришь. Ассаламу алейкум, ва алейкум салам. Да, все наше детство прошло в этой войне. Вот сегодня вы столько грехов взяли с этих арабов, я просто в шоке от вас, реально. Я вот полчаса наблюдая, полчаса вы говорите об арабах, которые о вас вообще не задумываются. Вы сидите просто-напросто, берете, рассказываете это. Чертуай дуккабу берткела. Садеш, как раз саде мягчуай, бук чертуай. Дукбу. За 12 тысяч населения Бердикеля. Там считается до 15, но 10, от 10 до 12 100%.
Будешь садишь, чё демех, чё чертвой бу, берет ладука бу чертвой. Это в каждом селении о или ню юрт, о или ню булшу, поэтому каждая, конечно, чертвой бу, цуантрой бу, хуай бу, кей бу, уаствой вообще дух бу, галгай бу, там много кого. Шикруай бу, хуландуай бу, хакмадуай бу, эхшбатуай бу. Кого там только нету, честно сказать. Жайбу. Тамирханов, Юсуп, из какой Ялхо у меня чулся. Потому что информация в Википедии недостоверная. Ее можно написать за 50 рублей. Исправить любой. Садуайбу. Ялхуайбу дэр. Дух Бутига, Асбах, Беркел, не такое молодое село, хоть многие. Самое первое упоминание Бердикеля я нашел 1811 год. То есть в 1811 году Бердикель уже существовал. Гунуайбу. Вот. Чинхуай. Бюззин, цен нахчибук, иншалла рахман. Шей мерк больше. Шей Алсаундац, Цатукум юк и бош, бацуш, давно перевалили за 50 тысяч. Шинхуачо, я до читаю, ду. Хилма дизель ног читаю, ду, короче. Чинхуая очень много, очень сильно распространенный тейп, ду, ног чичуа. Гунуай, чинхуай. Тигр Львович, ты в штрафниках. Я тебе сказал, Маршу сказал, Джузи сказал. Вот Джузи выплатила свой штраф, на тебе штраф. Туам будешь бегать киловорсу. Дересхел. Ва алейкум салам. Ченты будет ночи. Скажи, что он опоздал немножко. Берткел вагатан. Страшно мяк беттер буцун. Не, Тигелович. Джузи это Джузи, ты это ты. Иншаллах, после Рамадана приглашу тебя в Москву. Мелдик собеседник Карина Сунхом. Только знай, что я являюсь чеченским националистом, поэтому если он немножко другой тхашин, элен дома дарит, да. Это старая информация, наверное, Бяткел, Википедия. Википедию сейчас мало кто смотрит. Цуантрой, цвяцага лагала. Цуантрой дох тайпду, цуантрой галгы бац. Тайп нах тайп мухула шудит. Само собой башлам. Леймой галгай буй. Соусбик. Бубо шамбуиш сунаетря. Связи бевлирующаш галгы думба арцар. Соусбик сун. Леймой кузах сун. Я не встречал, возможно, есть. Я не знаю. Неужели никто из нас не ингуш? Ты в штрафниках, братан, все. Насчет Гуноя лично сомнений шью, но это мое мнение. Я бы на твоем месте не был бы. Ну да ладно, оставим. Варандуай очень древний тейп. Чисто ногчи тейп ду Варандуай. Очень стойкие, очень буйные тейп ду Варандуай.
Башлам цу ковчеге хухали. Умацалик. Ковчег цахалик цунах. Дигду мархи бота. Ишт боштала мархи бота. Дити койда. Варандой санен хойбу. Варандой, нихлой, памтой, хаккой, все. Цвечой. Нет, которые живут в Ингушетии, я не знаю уж. Это надо у них спрашивать. Там, что в Ингушетии, там черт ногу сломит ваша. Куза беше, чисто кровный нахчеву. Цига болчар, сунцараон. Я не знаю, за Ингушетию говорить не буду. Невежество говорит, что гуной не ногчи бар гуноем. Надавляешься. Давайте не будем поднимать. Я уже это и показывал, доказывал, ДНК-тесты показывал, так что эти сказки уже не прокатят. Гунуайц эн нахчибук. Просто есть среди них немножко заблудшие, поэтому удаленно имеется в виду все ночи. Собеседник чистокровный жеребец. Хачаруэ. Хачаруэла, понятно. Башлам соха пиджак ёх интервью ело дагде анхон. Этому пиджаку уже очень много лет. Я его редко надеваю, а встречи в это время только одеваю его. Устрадвай. Не знаю, в Устрадвай есть в Аргуне. Я не знаю, вроде не слышал я. Может есть, не знаю. Ну, должны быть, если в Аргуне есть, то и Бяркела. Бяркел, Аргун, там река только между нами. Там было еще одно село, но его сожгли. То ли русские его сожгли. Основан Эшбатош, основатель Цаюрт Эртига, недалеко, чуть вниз по Аргуну. Мне прислали документы. Эти документы прислал мой друг, исторические документы. Они у меня есть, я их должен опубликовать. Но это село уже не существует. А так, может быть, если живут в Чечне, то чеченцы, если в Ингушетии, то ингуши, а если живут в Африке. Нет, так может быть. Но люди, которые считают себя отдельными, ты же их не заставишь насильно быть другими. А так, что Чечня, что Ингушетия, корни одни. Но признать сейчас многие не хотят этого. Удивляются. Башлам, есть ли народ, как нахи? Всегда пишут на нахском языке. Нет, нахи нету. Нахи это новый термин. Нету такого народа нахи. Есть народ нахчи. Нахи нету такого народа. Целый тейп Ингушетии, который является примыкание. Примыкание это часть Бердекеля. Нет, это не примыкание. Башлам, посмотри, что говорит Макар. Любой ногчи мат бюйцеш, ногчи в убах. Получается, судя по его логике, в Казахстане ногчи казашпу, панкейсер кузеншпу. Нет, надо у Макара разъяснение спросить. Наверное, он не это имел в виду. Ты спроси. 6 тестов сдали, биг тест. 6 тестов сделали, биг тест. Ахмар, насчет чего ты говоришь, брат? Ну, реально, они же чеченцы, если даже они это не признают, если ты уверен, что они чеченцы. Я уверен. Чеченцы, не знаю, нахчу уверен. Которые здесь, корни откуда сделали, биг тесты сделали, откуда вышли, все уже. Это уже как бы ДНК-тест. Кому они близкие, самые близкие, Цуан Труайбу, близкие, Гуард Луайбу, Курш Луайбу, тогда что говорить?
Они не пришлый элемент. Так, дальше. Наверное, из Эртугрула я нечаянно так, проходя мимо, просмотрел одну серию. ДНК-тест очень дорогое удовольствие. Нахи нету такого термина. Я не знаю, получается, не получается, я тебе сказал, те, кто на территории Нохчиба, больше Арцани, они могут быть хоть кем угодно. Я не знаю. Я не буду вмешиваться в соседний регион, это не мое дело. Если там люди живут и говорят, что они Нохчи, допустим, в Сидахе все Нохчи. Все без исключения, 99% дюльки аж беш Нохчибу. И они говорят, сейчас Нохчиду. Все. Ты в войнах, не знаю, значит, у тебя новая какая-то нация, и республика у тебя тоже должна быть какая-то отдельная, новая. Саусбек, давай оставим вот эти твои разговоры. Белхарой, Уандалой. Ты живешь в Ингушетии. Ты прекрасно знаешь, кто ваши, кто наши. Оставьте, давайте. Турку это ипан. Туркал ошмет тегю наш харбух туркал. Странно очень. Ауэна хуала дахуаттенегам сунает рясадулла уаст эвинлег. Аватарки асадулла уж ауэнах мухулам засон. Даже и дуба нохчеву. Башла машу духа истории изучать я шел. Ченхуа. До лет 10-12 так. Углубленно сейчас я начал изучать года 3-4. А так исторический факультет я закончил. Именно мое направление не было именно чеченская история. Регенове 2 царства. Сейчас углубленно начал изучать уже нашу. Башлам ломки, пришлый народ на Кавказе, несмотря на счет этого. Что значит для тебя пришлые? Да, это кочевые племена, они пришлые. Не в обиду, но это было очень давно. Фактически 1000 лет тому назад. С какого периода нас называют Нохчой? С 7 века. Как минимум 7 века. Дэрэс Хэлчинхо. Многим им не нравится, когда так говоришь. Кочевые племена, это в любом случае все они пришлые. Это не автохтонные народы. Хотя сейчас уже многие историки пишут, что автохтонные, но нет. Одно и то же. Адлан, Норд – это синонимы. АО – это синонимы. Просто от диалектов. Рум-песок. Не от кумы, а рум-песок именно.
Нет, конечно. Почему ты казах? Аль-Композит. Почему ты должен быть казах, если ты живешь в Казахстане? Обоснуй свои слова. Без сарказма, вот без улыбки. Если хочешь, я тебе даже запрос могу направить, ты можешь зайти в эфир и обосновать мне. Молодец, Сухом Альсагу. Не бросайтесь просто словами. Если у вас есть что сказать, скажите мне. Не надо ходить вокруг да около. Спроси это у ректора Чеченского госуниверситета. Алейкум салам. Чтобы быть сильнейшим университетом, нужно показывать общие показатели, а не единицы. The Muhammad канал видел в Ютубе? Нет, у меня в Ютубе нету ни канала, ничего нету. Имеется в виду, мой друг ведет с моего разрешения, а так я в Ютубе не лазю. Аль-Композит, еще раз обосную тебе свою позицию. Что касается Ингушетии, я не собираюсь туда влазить и говорить. То, что там я видел ролики, одни говорят, что ингуши, другие говорят, что они отдельные уарстхойцы, поэтому я не собираюсь ничего говорить. В Казахстане, если живут нохчи, они нохчи. В Грузии живут нохчи, они нохчи. В Европе живут нохчи, они тоже нохчи. За них я отвечаю, а за них я не могу отвечать. Поэтому не надо вокруг да около, колоть не надо. Сейчас охтарца яш. Шей элдега, шей ласу гуштист хла, запрос аяйте эл, да цаиташ, я шерши, воши, боша. И он шмалилди. Что у вас есть спросить? Заходите, спрашивайте. А так ваши подколы в этот месяц Рамадан мне абсолютно не нужны. Я уверен в своих словах, и то, что я говорю, я могу доказать. А остальное мне как-то по барабану. Кто что считает. Все. Я говорю, что нету слова, я говорю, что нету такого термина. Мелхи, вала садеши чуайбук мелхи. Со мелхи, бо связь мелхи, связя, бо... И все. Аль-Композит, ты что, первый день со мной знаком? Сунайя тряхо, свецане эфишка, шоханюк, ты знаешь мое отношение. Для меня мелхи это ногчи. И я говорю, и я докажу любому человеку, кто говорит, что батюш ногчи. Поэтому мне ничего доказывать не нужно. А что там происходит в Ингушетии, я не могу туда влазить. 28 лет они отъединились, считают себя отдельно, свой флаг, свой парламент, своя республика, все. Все, я видел видео, это где он по горам там кушать готовит. И генаунсун ролик, генаун. Хасун Аль-Композит, я поэтому удивлен. Вроде бы ты меня знаешь, мое отношение ты знаешь. Почему ты это так спросил, я не знаю. Да, я помню его, помню.
Нет, конечно, Оша. Я просто за них не могу говорить, я же сразу сказал. За Панкейси, за Ух, за Иорданию, за другие места, с кем я общался, я могу говорить. За них я не могу говорить. Меня никто не уполномачивал. Ассаламу алейкум, Башлам, тебе позвонили? Да, мне позвонили, я говорил. Вы знаете, от того, что один человек сказал, или у него мнение свое, или что-либо, я говорить за всех, конечно же, не буду. И никогда не считал, что это правильно. Чистокровные, мелхи, чистокровные, Остхуай, Тирвай, Акка, Очабрлуай, Ошаруай, Шатуай, Ошабеш, Сумбошбеш. Совистахила, Тхун, Тхомюнштуха. А дальше я, конечно, не могу, конечно, за них отвечать. Не, Башлам, Насадова Гехинский сон. Саадул умер чемуса, я Саадул вала, я дуба вала. У дубы и у Саадулы есть фотография вот такая. Я знаю, вот сейчас я просто, она маленькая, не могу точно сказать. Ордер, Герменчукский муаз. Наш хархавя лауш. Цечоуш. По-разному называли, и дзурдзуками называли. 7 век, это я пишу тебе, где есть письменные источники. А так, если я не ошибаюсь, об этом говорит очень хорошо Хасан Бакаев и намного раньше. От местности Нахичевань, Нахчи оттуда. Нахчи, местность, где первые после потопа основал город, поселение со своей семьей, со своим народом, пророк Нух, алейхиссалам. Оттуда и началось. Наш Харук. Если ты про Дудаева, да, наш Хару. Как мы сами себя называли до 7. Считается везде, что мы называли себя Нахче. Нахчи через А. Более древний диалект. Только так и никак иначе. Как народ, так называли. А так, уже когда начали оседать на местности, Ялхарарва царис, наш Харбуцин Орам, его предки, его потомки, родственники, ДНК сдали, и у них корень Ялхарарбу. Ялхарарбац, наш Харбу. Ялхарарбацин Орам. Это уже известно. А тогда кроме Нохчи никого не было еще в те времена, я не понял. Кофе я сбор заела. Кофе нет, братан. Его прослушки, а его чуркюмя, он его шег.
на прослушку пришло. Нарнийские агенты. Башлам. До синхронный пор и Тумкалинского говорят нахчи. Мой отец говорил нахчи. Да, но я и говорю, горные диалекты говорят нахчи. Сереждиновский это. Алейкум салам. Каяқтан, Беслан? مش وستين لا يعني يري نقش شو تسرقصون مش وستين يتساعد ستريتش يا تسرسا не знаю, безло юрта. Так. Дучи, один донат был сегодня. Все, больше не было. Пошла Остроевский диалект, это тот, который ингуши называют своим. Да. Почему в селе Безло, в селе русские? Не знаю, короче. Ассаламу алейкум, тай посхой, он входит в Эрлой или Чеберлой. Он входил, но сейчас я точно не помню. Ассаламу алейкум, башла. Мне как-то утверждал один кумык, что Гудермес это их земля. Их земли находятся в степях Казахстана. Так и передай ему от меня. Мася, ты больше всего... Башлам, какое мясо ты больше всего? Авдаева. Сушеное, свежее, сумца. Мясо. Любое мясо хорошее. Gelnish Аллах, бежен жижг дакан жижг дихул, корж дала, үстал жижг дихул. Если из птицы москал дикю, котом уже гич уохулсон, они какие-то ненатуральные уже. Свинью не ем, не употребляю. Это не ко мне. Хая ури хацивари. Хая ури махаури. Так, донат поступил от кого-то. Аллах да асаил задонатит винча. Рустам. Аллах да дуква ахуаль, да беркет толь болдиснега, эзершка сода қил он өзінде. Котом домашний хороший, да, муслим, согласен. Башла хом голи ушвац, мил жижгдиз хом бош. Цо аларх соус, он жижгда ваш маяци.
Грузинский хинкал самый лучший. Фу, лезгины, удины близкие. Табасарана вроде бы, не знаю, честно сказать. Табасарана вроде бы нет. Может быть, я не знаю, еще в Дагестане очень трудно. Башлам, если ингуши и чеченцы один народ, почему диалекты разные? У чеченцев много диалектов. 7 диалектов, 10 говоров. Осману, алейкум салам. Вот этого я не спрашивал у него, Оша. И еще кто-то задонатил только что. Аллах дал са'ятин доната. Муслим. Я так и знал, что это будет муслим. Муслим. Ваштру аж задонати дина. Ваштру муслим. Аллах дал сейдуэль дал са'дуэль. Хокбеш мархибата. Хац'абочан. Массант ир дал са'дуэль визинде. Все по национальности, умки, Аллахи, я за то, чтобы Каспий до Кубани землю были чечен и так далее. Хомичеру аласюэг фулан. Куза был умки, нохчи умки ол царах. Дагестане обучан, Осетия обучан, не сильно это любят, как говорится. Ой, нохчи умки, забьется, но они, куза, Юсуп, с туристами с Крыма помог, Юсуп задонатил, Аллах резхил, массарна, Юсуп дал духу ахуал, Аллах дала хадейна нанна массарнт ираса юал хаданата, дагмян лячертир. Вот, уже 4 доната. Каждое село отдельный акцент в нашем языке, много акцентов. Конечно. Нет, ну, из-за диалекта отдельных народов, если считать, тогда у нас 7 народов и 10 субэтносов. А народ, у которого всего лишь один диалект, он сам является частью другого народа. Язык считается полноценным вообще по мировым стандартам. Язык считается полноценным, когда у него несколько диалектов и говоров. Ну, наречий говоров, кто по-разному говорит. Поэтому более богатый, более древний язык считается, когда несколько диалектов. У немцев, у англичан, вы можете посмотреть у любых более древних европейских достойных народов, которые считаются народом, не субэтносом, считаются, у них несколько диалектов и говоры, конечно же. Поэтому, ну, чуть-чуть все нормально. Да, почему я спрашиваю? Потому что я общался с другими гунки, которые там проживают. Они их называют чеченскими кумыками. У них очень такие, очень войнохчи сан гылах, что ж будешь, войсан дукадол хумш войгардуце. Цундера их ни дагестанские гунки, ни осетинские гунки не сильно их, как говорится, любят. Что значит диалект башлам? У вас 2 диалекта, свой ингушский, другой я не слышал. У нас 7 диалектов и 10 говоров. Ты не знаешь, наверное, наш язык, но у нас он есть. У нас есть специалисты, профессора в этой области лингвистики. Поэтому за нас не беспокойся. Доказательства есть. Так что сейчас я постараюсь даже тебе показать, если получится. Сейчас постараемся показать. Сейчас. Пока вопросы не задавайте, я найду это видео. Если будет слышно, если вы послушаете, вы услышите. Это профессор, если я не ошибаюсь, доктор филологических наук. Сейчас мы вам покажем, господас. У вас 2 диалекта, то, наверное, долг. У нас, так, Хава задонатила, Хава. Так, Хава задонатила, Хава, Аллах да сайор, хадана да дукья хюл, будиснак, изашка соуда қила, массуха гергерна хан, тира бирчан, бойчан, тира массана, тира да сайор, хаданат. Так, сейчас я вам покажу. Сейчас я постараюсь ее найти. Я очень постараюсь ее
найти. Вот. В чинском языке 7 диалектов и 10 говоров. Диалекты плоскостной, который лег в основу чеченского литературного языка. Акинский, Галанчушский, Итумкалинский, Кистинский, Чеберлоевский и Шароевский. Говоры, их 10. Веденский, Шалинский, Урус-Мартановский, Надтеричный, Харчхоевский, Дайский, Нашхоевский, Терлоевский, Ламакинский и Мелхистинский. Наличие в языке многочисленных диалектов и говоров – это богатство языка. В чинском языке 7 диалектов и 10 говоров. Диалекты плоскостной. Всем все было слышно. Ученой степени этой женщины нету никаких сомнений. Это наша умница Зулай. 7 диалектов, 10 говоров. И все, что нужно сказать. Это ни сочинение, ни сказки. Ле, ты нацист, Вая? Ле, я не нацист, Ле, я националист. Я чеченский националист. Нет, я еще его не выложил, я его оставляю на лучшее. Я не отрицаю, да, я чеченский националист. Абсолютно я плевать хотел, кто там против нас идет. Башлан, вай нохчи, вай кам, да им цен леч сохранить. Я не поддерживаю межнациональный захват, но это не от меня зависит. Башлам, у тебя на странице есть это видео. Мне оно нужно очень. Я его загружу, обязательно загружу, вежри. Башлам, как-то я ехал в Ставрополь, и по пути, который раньше чечен клянусь полного ремонта, он уходил и говорил на чеченском. Ну, говорить, изучать наш язык изучают и немцы, и французы изучают, некоторые англичане изучают, русские изучают чеченский язык. Сюли знают, потому что живут по соседству. Есть грузины, которые знают чеченский язык. Есть гала, которые знают чеченский язык. Есть ребертла, черкези есть, которые знают чеченский язык. И что? Пускай знают, пускай отвечают. Никаких проблем нету. Но они принадлежат другому народу. И все. Ответь тогда, у народа, которого стоит столько диалектов, что за народ, Башлам, у вас всего 1,5 миллиона. Нас давно уже за 1,5 миллиона, там не переживай. Не может столько, это возможно. Это возможно. Тут отвечать даже не нужно. Просто-напросто мне очень жаль тебя, Ламро. Реально мне очень жаль. Ты, к сожалению, не знаешь ни законов лингвистики, не знаешь ни истории нашего народа. Тебе лучше не лезть даже сюда. Конечно, есть. Конечно, есть. 10 говоров по местности проживания. Ни, би, вуй, хабул, дабул. Разные есть. И мы знаем это. И у нас нету никаких проблем. У нас один корень. Нас давно за 2 миллиона. На территории чеченского языка очень много диалектов. Дукуахак. Очень много. Очень много. Зайди, вбей, посмотри. Финно-угорский, языковая группа. И очень много других. Я вот просто тебе сказал одно. Новгородский говор, Санкт-Петербургский говор, Уральский говор. Вот эти, которые говоры ты говоришь, их очень много. Русский язык на самом деле очень богатый язык, чтобы ты знал. Как бы мы любили, не любили, но он очень богатый язык. Если ты хорошо знаешь Достоевского, если ты хорошо знаешь Толстого, ты поймешь, что это очень богатый язык. Да при чем тут сельский, городской? У вас это сельский, городской. У вас республика, которая маленькая, это у вас сельский, городской. У других государств, которые земли, в Германии возьми,
там земля баварская, земля такая-то. У каждого свои диалекты, свои говоры есть. Кто в Германии, кто во Франции, кто в Испании проживает. Везде в нормальных, цивилизованных государствах есть диалекты. А от того, что маленький народ, как ты говоришь, 2 миллиона, это далеко не маленький народ. Ладно, оставлю тебя. Ну, хорошо. Адытор, давай. Дальше тебе уже отвечать смысла нету. Я тебе говорю, это профессор, кандидат филологических наук. Понимаешь? Это очень просто. Когда я говорю, допустим, что там, допустим, вас там не 500 тысяч, а 300 тысяч. Почему? Потому что я говорю, а как вас так стало быстро много? Задаю простой элементарный вопрос. Ты же должен это каким-то образом доказать. Ведь так? Я не говорю, что есть французский диалект. Здесь, на нашей родине. Давай, короче, понятно. Оша, ну хотя бы... Осман. Чувала, Осман, а чувала, расскажи нам, сколько диалектов есть в Грузии. А вона, Ошане, чувала. Осман, запрос, Хаятан, давай с тобой немножко пообщаемся. Братан, чувала, давай чуть-чуть по-хорошему. Осман. Давайте мы сейчас с моим тезкой, не тезкой, тезкой имеется в виду исторического факультета тоже закончил ИСТФАК, исторический факультет Грузии, Саваш Осман, брат Панкийский. Осман. Салам алейкум. Ва алейкум салам, бюстик элха. Бюстик Братан, حديثاهز وشاني Грузия мас диалекту хаям. Гурджишка. В грузинском языке 6 диалектов, галсон есть. 12? Да. Хорошо, собрал. Население Грузии где-то 4 миллиона. Да. То есть 2 раза больше, чем чеченцев. Так. Да. И в 4-миллионной Грузии 12 диалектов. Примерно, да. А говоров сколько, не помнишь, Осман? Что? Говоры, наречие, отсон, говор, что тебя. Сахьес он не распимут. Сейчас объясню тебе. Хинс моду хаям. Хинс элект ханюрта. Санки омалах цатер бют муа. Дуис яхкиеш кепар дуис. Говор. Акцент ешится. Да, акцент, ну, можно сказать акцент. Да, акцент ешам. У них в каждом городе разные. Хорошо. Ладно, оставим Грузию. Скажи, вот ты сколько год живешь в Финляндии? Да. Население Финляндии какое? Как в Грузии? Их 5. 5 миллионов? Да. Ты знаешь, что у них есть разные диалекты? Что-нибудь да, знаешь? конечно, есть. У них Похьюйс, это северная Финляндия, там у них другой акцент, вообще диалект, потом средняя, южно-северная Острогония, там, где я живу, здесь у них вообще другой диалект, потом южная Финляндия, там у них вообще... То есть там тоже разные диалекты? Да, вот недавно я тут у меня с финном общался, и он мне показывает смс. Типа вот мой одноклассник мне написал, типа ты что-то тут понимаешь, говорю, спрашивает меня, я там прочел, я ничего не понял, короче. Я говорю, а что тут написано? Я тоже не знаю, говорит, он вот в севере живет, со своим акцентом мне написал, и... И они друг друга не понимают, да, сложновато? Ну, сложно им бывает. Вот как в Грузии, это вот когда Мекрели говорит на мекрельском, я вообще ничего не понимаю. Хотя на грузинском я чисто говорю, но вот когда вот Мекрели говорит, я вообще ничего не понимаю. И вот Осман, исторический факультет, яхна панкисер, нохчуа, тайпан, хилди архуа, бусуба, хилма олешик. Эн нохчуа. Да, вот Грузия, Грузия, Адитвы, вот, например, панкиси Ашполтхо,
Сколько нас там сейчас? Где-то 5000 алвей. В каждом селе у нас разные акценты. Ну да, это акценты, говорит. дуйсетхи акценты, джокалюртхи акценты. Вот и что. Я просто почему говорю, на вас у такого маленького народа. Мы знаем, что официально по данным, всем данным, которые есть, и статистические данные, в Чечне, если убрать остальные, даже одни и те же лица у тебя в эфире, Башлам. Ты не переживай, здесь есть лица, которые... Я обратился к нему, потому что он студент и гражданин другого государства, дабы спросить про Грузию, дабы спросить про Финляндию. Если ты хочешь, Осман, Арно, Вальна, Асид Германия, связи, Вольтерушун, Германия, Долхалтер, Латнишка, Амуду, разный мат, Буя, Бац, Хаусадун, другой человек. Есть Франция, Нигуахарон, проблема. Это уже одни и те же. Какая разница, какое у него лицо? Главное, что он говорит не понаслышке, не сказки рассказывает, а говорит как есть, историческую, как говорится, правду. Хадиса, Осман, юкарам, яхтираса. Вот об этом я говорил, что вот Цикпанки се ашполтвейк, то и мозгёрта какие акценты спеца, то и веймо талбейцо чхайн. Так что жимбу аллой, это ничего не меняет. Конечно, не меняет. Это абсолютно... Как говорят, главное качество, а не количество, Александр. Щеку, яц. Соборде. Осман, вообще цали, чего ляжи вообще? Эй, цавак, лосивек, чего? Лавро, запрос, хаяйтат, твои цали, чего, Алла, почему мы должны верить? Извини меня, а кому я должен верить? Специалист, доктор филологических наук Зулай, Хотеш Вац, она в Москве, кстати, живет, не в Чечне. Панкисер, университет яхен, Таганлеш, Дина, Финляндия, Дюшло, Панкисер, университет яхен, Финляндия, Дюшло, Чунак, специалист, эксперт, Хелита, и Цунак, Хотеш Вац, а Ханнах Теш Весуса. Кому я должен верить? Бузурканову? Абадиеву? Кому? Кадзоеву? Да я лучше миллиард раз буду верить Осману, который специалист в этой области. Вот у нас здесь один грузинский подписчик зашел, он привет передает. На грузинском передали ему привет. Как там у нас работа с тобой по сванам идет? Да, пока что Волцинах Хумкас Цаделесван. Ну, а я эти материал, я что-то я зачитал там, и у тебя там есть хорошие моменты. Сейчас письмо до тебя дол. Я прочитал, я понял, там есть некоторые моменты, которые кузах вей ел ситуации, как ты понимаешь, есть кузаца, как это термин, чтобы ты понял. Политкорректность, шумдук, чисто вот. Уж моментчика хавай опубликовать. И у тебя там есть очень интересные моменты. Особенно мне понравился момент про Армению. Ведь когда я закидывал про Армению момент, когда вывозили оттуда Звияда Гамсахурдию, когда я рассказывал, как он поставил ультиматум армянскому президенту, вот это конкретно является историческим фактом. Я же это публиковал. Когда я опубликовал, мне начали заходить и говорить, что такого ультиматума армянскому президенту не ставил Дудаев, не говорил такого. А вот это подтверждается человеком, который был его представителем. Значит, это реальный существующий исторический факт. То есть, возворится, видите, шоуник, хуясен, что Хильдеяровик, вот, мате, да. Хильдеяровый мате. Цихесашюлли. Да, цихесашюлли. Сунает раон, Хильдеяровый. Сунхаун, ой. Чунокка, Гергер, Нахуш, Хильдеяровый, швейцаряне тоже связались, мы говорили с ним.
Поэтому этот факт подтверждается, и это, конечно же, лишний раз Хаяетин, это просто великолепно, потому что этот человек говорит. Но я так понял, его начали прессовать из-за бизнеса. Да, у него отняли гражданство, у него отняли там вид на жительство в Грузии сейчас, и сейчас из-за Телавского рынка, короче, его притесняют очень сильно. Сегодня у него там должно было быть этот Верховный суд. Я не знаю, как это закончилось, но да. После этого с ними связались журналисты из Грузии, то есть центральные телевидения и так далее. Цунафласт репортаж есть Ерьин. Нет, но он очень много давал, я был в шоке. Оказывается, представь, где во время трудного момента с Чечни в Грузию возили дамдахинсан, самолетами возили, муку возили, медикаменты возили в Грузию. Об этом вообще нигде никто не говорит. А это реальный случай, который был. Представь, мне тяжелые моменты для Грузии, возили муку, раздавали бедным. Это вообще реально, это вот на самом деле, это вот реальный случай. Это круто. Да, я обязательно опубликую этот момент, потому что это реально бомбовая тема. Почему? Потому что это для нас очень важно. Это для нас очень важно. Почему? Потому что в данной ситуации, как говорится, вот эти исторические моменты, человек, который живой, который говорит, он может это подтвердить, он утверждает, что у него есть документы, которые подтверждают полностью все это. Нигде, я еще раз повторю, нигде я не слышал, что в тяжелые времена для Грузии, что Чечня... есть ли документ? Есть, нет, соси. Есть, Хаяетин документ. Представь, есть самолетами, дамдахинца, молхниш дахинца, то каждый дяшкала, кузар даккуяш, ногчичу, дадает нахцан, вот на апостола. Тбилиси, Кутаиси, раздавать яши, халбокс больше, на бокс больше, меткишка. Это вообще крутая вещь. Представь, это реально до того красавчика Лейна. Это я вообще реально был удивлен в этой ситуации. Потому что вот этих моментов я не знал. А Хаятинша, я вначале прочитал обычно историк Смолдов, в конце юкадик уже, чтобы догнать других. Конец, середина и начало. Да, и потом Уайлин Делда. Вот он говорит, надо прочитать. Да, чурасы, там исторические события в Армении, как с Арменией приехали, сказали Дудаеву это, как он поставил ультиматум, он не просто ультиматум, представь, и хацала, шашу армуа, дакарбу аль, из угроз хватин халапцуца. И вообще цяцвяхнера знак острои. Я знаю, открытое письмо Дуцуни, он это не скрывает, он там телевидение, там не мацюцун эфир хлиешо. И дакайку дубакцу. Не, уже хилецун, телевидение, что, это он не просто в то время, вообще. Он не только в то время. Хинц, вол почау, там вол, короче, кюгохо. Рамзаница, встреча, цюнцани, встреч. Хокка, хинц, ситуации, цани, волши, юка. Бизнес налаживать, он не тогда был, он и сейчас действующий. Я реально в шоке был от этой ситуации. Поэтому слил материал Хаятин. Ты сам не знаешь, что ты прислал, но прислал ты очень важное письмо с точки зрения истории. Это очень важно. Это очень важно. Царь Хинц Дючтол. И причем он не отрицает. Там он говорит об Абхазской войне. Я хочу, чтобы зрители, которые панки Серболчан Хайт, он говорит, что во время Абхазской войны с Грузией панкийские чеченцы помогали семьям, которые воевали в Грузии, в Абхазии, и посодействовали, чтобы прекратить с той стороны, чтобы чеченцы участвовали в этой войне. Он это тоже описывает. То есть он очень много моментов. Кстати, он упомянул вот этого убитого Гицвино Тимур Ерицин, фамилию. Да, Тамерлан. Тамерлан, да, он его тоже упоминает в этом письме, кстати.
Он это тоже упоминает. Он там много чего написал, и я просто... Я не знал, что он был участником всех этих событий, но он, оказывается, реальный чел, который участвовал во всех событиях в данной ситуации. То есть это... Так что я тебе рекомендую, лучше ты прочитай. Там очень много тоже интересного. Ну, я сам это написал. Он на грузинском записал это обращение. Да, вот, перевод. Ну, то есть ты достоверно перевел, правильно? Да, дословно перевод сделал то, что он вот говорил на грузинском. Вот то, просто вот некоторые нюансы исправил, там слова со смыслом, потому что когда говоришь, может там какое-то слово не так скажешь. Я сначала там то, что он говорил на грузинском написал, потом через грузинского там Просто здесь какая ситуация? Даже при опубликовании многие наши бы и так не поняли бы этого. Особенно на грузинском языке. А вот когда ты читаешь его перевод, там столько метров, конечно, всплывает. Это просто реально. Это реально это... Да, а я, когда ты мне сказал на это, его же видео, я его еще не опубликовал же, по депортации. А детнера, чтобы так, жим. Я это тебе прислал про депортацию. Да, ты прислал. Об этом я вообще забыл, то, что я это прислал. Просто жим чуку, самому тоже не хочется так сразу там все накидывать, потому что там... Да, сих целуша, жим дозированно целой, а то, сих чума песня, она уходит, как бы, надо дозированно понемножку давать, поэтому... Ну, он там много чего рассказал, но много чего еще не рассказал про его дела и так далее. Вот сегодня я смотрел его этот репортаж, и там тоже он очень много чего рассказывает. То просто я не хочу об этом сейчас здесь говорить. Не надо. И, честно сказать, если есть какие-то моменты острые, которые могут... Нет, ничего нету, просто... он сам это говорит вот, по телевидению. Там, я репортаж сегодня смотрел, и очень интересный репортаж там был. Если я начну сейчас об этом говорить, просто затянется время очень. Вот, это, конечно... Могу там в личку тебе ссылку скинуть этого репортажа, там и немного на каком языке говорится? Ну, это курчи телевидение, это хаю. Дуже матасон хормаяте. Ну, раским переводим только الحياة. Осман, Осман, панки сервой ваш Осман. Тебе перевели Дихон Иса, цена репортаж, то и тахан ярикаса. Facebook че хагугихон. Айса, ваш цоинц Осман свичал видео YouTube, Айса выложите на YouTube, ваш асуниятник. Милох. Хона сайтинак с YouTube чал сихони ленераса. Сихони ленераса, сихони. Айса скинуть, я думаю, что ему будет интересно. Там очень дикмет чонтига Айса, там очень даже хороший такой исторический момент. Панки серчар хазнесан халчхена годин хлацаном, годин хла, сон это документ чуется харсига. Это, конечно, реально, конечно. ДРС Осман, это, конечно. Я хотел как раз-таки спросить по говорам, по диалектам, это очень важно, чтобы тоже знали, что реально вроде бы ни Финляндия, ни Грузия, они не являются большими государствами. Поэтому... Если там есть, то у нас тем более. Я это знал и так, и так. Просто-напросто некоторые люди более или менее не столько доверяют. Ну да ладно, это оставим. Мы еще, Осман и Цани, много нового, интересного совместно проектов еще покажем. Если вы, масла Осман, уэйтик, панкиси, валах, деш, хуец, валах, которые знают по истории, цажим хумхуш, валах. Церга яцаги, че связи был ал, вайгоши, гэр, вайгоши, дозарби, но умахер датсон. Это наоборот только плюс, потому что мне многие люди спрашивали, Осману, у вас дуккан мою, Осман, мичуана был, шкварчбар, асхахау аль-сабахон, реально. Поэтому
Потому что я разговариваю сейчас с другим человеком, который со мной в прямом эфире. Вот почему. А какая разница между акинским диалектом и вашим, или арскоевским диалектом и вашим языком? Никакой разницы. Вы говорите, если хотите, на акинском диалекте вы говорите, или вы говорите на арскоевском диалекте или говоре. Разницы нету. Он называется вообще-то общий, голландчурский он называется. Он саха элбаунас. Голландчурский диалект, и так получается. Хотя, в принципе, ладно, Шенди Кордушон. Снова же, я не влазю в вашу республику, это от вас зависит. Осман, давай, если какие-нибудь материалы ваши хули ищут, хаяич вариант ела, дикдуй. Через телегу отправляем, мы с тобой будем смотреть и делать из него хорошие репортажи, потому что очень разница. Главное, чтобы люди знали. Чем больше об этом будут люди знать, тем мы лучше. об этом знаем, то вот. Ну вот видите, вы знаете, а мы, как говорится, свой кистинский диалект большой, зарием с мааллара. Представляешь, целый диалект маэйс, это отдельный диалект, представляешь? А многие об этом и не знали. Нехватка информации, да? Вот поэтому надо делиться. Дикдо Осман, дерез хил, да, у кого-то связи. Да. Мэк, что такое? Давай. Давай, чувак, Осман, эфир был ахир усуны, самогаттыш. Вопрос можно задать, он все равно будет здесь в эфире, и ничего такого нету. Алейкум салам. Он здесь же, вы можете написать ему, он здесь же ответит вам. Это не проблема. Это не проблема. Я чувак, но моменты, оказывается, с Грузией у нас есть великолепные моменты. Мы это опубликуем. Ссылку сделаем на него обязательно. Так что, да, как я уже несколько раз объяснил, в Германии 16. Вот, мой смайл. В Германии, раз объяснил, 16 диалектов, а говоров «мама, не горюй». От области множества. Аллах, дерез хил маус. Дальше. Задай свой последний башлам. Посмотри, что я тебе отправил в директ. Посмотрю. Ашимович Милвар. Ошимович Вига. Гюрджи Махкара. Хангашвили. Фамилия Йошева и Панки Сердцанохчук. Я тебе поэтому говорю, брат. Есть два диалекта. Ингушский и чеченский. Нету чеченского диалекта. Нету. Ингушский, может быть, есть, но чеченского диалекта нету. Башлам доц эл хаду статья. Не понял? Доц ала худут статья. Статья ха. Еще во времена 90-х годах цер мацал хватеншен, молниш уешчен. Цер самый якки галншолчи. Нохчичур. Дам молхнаш. Гона осталдаш. Ашк дахайч. Разнесан година. Цер первый президент Хилуол Раскашен давал Рашвол и Дацаволич Эрмвай Кирабин Нокчичу Хавай Труаль и Куз Хавалин. Короче, цацум что тебя. Но из-за моей язынер маситус. Но вот гона остардары и хум считается. Башлам шон, шон, хвай. Это два разных типа или один? Один шон, хвай цапбук. Это одно и то же. Никто не говорит, что на чеченском языке. Валла не говорит. Мне разницы нету. Я говорил только за себя. Начали задавать по моему языку. Я за свой язык ответил. За вас я не могу сказать. У аварцев 52 диалекта, которые друг друга не понимают. Один общий язык для общения. Аварец об этом писал бы. Он слился, уже оставим. Так, дальше вопрос. Звият Гамсахурдия, да.
первый президент независимой республики Грузия. Так что вот так вот. Хачруя тейпна. Лацуя дуэжри. Шудук дахаш. Хачруай, харачуай, шабер цен нахчибу. Так, ца шиекою, ца, как говорится, исконно нохчи тейп до, так, шей юрту, шей ламбу, хан хуалри сатушу вежри. Есть такое мнение, я понимаю, что каждый хочет, чтобы Арштер Хачруай участвовали во всех войнах, которые были кавказские, против царской России. Я не рассказываю про тейпы, что духдахаш. Ишцен тейп на что ногчи, сацан алхундат, сюг махятиш, хачруай, харач, уж вейцен тейп на что иш. Ламбош, бухбош, эй, вари дейшкар дуинда, всю жизнь куза эйнбол. Ашвик исандол хум хач нахал засомневаться до бокул ишдутеш, дастеша. Если бы ишцен ногчи бац хари, это происхождение не наше эрдар, арбой махкар хабиан эрдар, якирчан тебяхкин эрдар, но ишцен ногчи был. Так цен ногчи была. Я понимаю, что хотят, чтобы там какие-то были, как говорится, исторические процессы, нет. Всегда должны понимать. Духар, войнахчик анду. Тиха, остальное это тейп, ниш герга, ниш лулах, гулах, чуть вежри, бу котейп, вежри, ду, и тейп, ниш тема яхня, тхул, иштах из-за Сулейманов, харствор, вам нужно посмотреть ДНК-проект. ДНК-проект показывает вам, конкретно указывает, что чьи корни и от какого отца вышли. Это Пахрудин Арсанов, Цюнгхаттара, Хатч. А так, я вам могу сказать, нохчи бу, я нохчи бац. Сайн цахезик, цахезе эду, сайн хезек, хезе эду. Хачвай, харачвай, айткалвай, вашандруай, варандуай, нихлвай, чинхвай, чэнти, хаквай, памтвай, сахтвай, гаттвай, гухвай, قميش بيتناس توم سواي زوم سواي قميش بيتناس الشابر تن نخشي بو نخشي أورماش دو سندرة يويو مخيات نخشي قوم إستوري خا يزوين تيب نشم هتي وتي دروي نخشي تاقا تير واي قميش بيتناس مالخي أي قي ملوت لاش كرواي قيمتني تعاوسني أس. Поэтому я могу вам называть их столько, пока ваш слух не будет радоваться этому. Шо, нуай, киберша. Нет, это одно и то же. А то, что они живут в Ингушетии, это не разные ваши. Ну, вардлой, это аубешам, вардлой, чертлой, эшбатлой, эрсной, зумсой, элирас. Это аларвай, ялхвай, Зант, ой, бен, ой, энгной, короче, халки, ой, ну, короче, шукеттак асбоштик, ачлой, вот ачлой, бильтвой, битрой, сеттвой, ас элерна, чусо, так, шуанвой, каймишбу, китанец эяхлович дуйшу, чермой, холландой, элла, шикарвай, хуай, хиндвай, аларвай, эллас уже. Калудуай, панкиси, дишни, тирвай, ахкой, خلدي أرواي حاج رواي كنتي قيمنش بيشون короче شقياتك أصبح
دنات خوي كيس بو ما شو نلخي ألا شوز ماي او ماي ستوي باوي قيمش بسنا جاي جي وي زوج وي بحرش وي بعرش وي وي اسني سالق انت زوج وي ماي ستوي ألاس موقوي ستاي بنوزري موقوي سيسي تنت خوي سبوي سون Нормально, чван трой бу. Да на твой, вымирающий видео. Ой, мазер хвай. Ой, цель мазер хвай хезасун. Майстой эллас. 100 с лишним. Элстанч хвай. Садвай. Галгай. Так, цечвай. Мержвай. Короче, Muslim дерес хидан сидвай. Тарпай нохчи бац. Тарпай нохчи бац. И вот как раз таки донат хуай будет, если я чувствую составлять. Я разделяю свой народ. Здесь 111 человек. Вы зрите, скажите, кого я разделяю? Скажите, кого я разделяю? Алиш, вы зрите, Алиш, вот вас 100 с лишним человек. Я разделяю кого-нибудь? Черный ангел 01 Эцбола Агон Язин. Прикреплено номер сбербанковской карточки, номер для доната. Ищ донат через этот. Что-нибудь новое я бы рассказал, если бы мне бы задавали вопросы. Какие вопросы, такие ответы. Новое. Новое можем все рассказать. Ай, фейник фалш. Башла химой бути тейпу, знаешь. А с химой арма элер? Химой бойз. Бути тесакача. Тарквай. А с тарквай дать моя лешек ногчатай. Тарквай ногчи бац. Турквай. Бу? Тарквай бац. Сван трояс элер. Герзбай ногчи бу. Том свай асэлер. Тарквай гум китайп ду. Зум хвай машер хвай. Верно. Вот увидишь, запомни мои слова. Мои слова пишут через О. Мои слова. Ваша. Я твои слова запомню. Цеда умадац. Я прекрасно знаю свой народ. Дархуа нет такого народа. И кто-то задонатил. Аллах дал савил донат, я этинчун. Дал дух дал дуавшу.
Дархуай нету такого тейпа. Белхтуай есть. Белхтуай основали Дарх. А даргинцев Цадахрой. Даргинцы Цадахрой. И задонатил вот то, что сказали. Последний донат. Аллах да асаю. Гендер само собой. Гендер гной доктор Ибду. Гендер бугной. Цергар Нохи. От имени Нох. Не Ноги. Ноги это нагайцы. Дарху это белготой, правильно. Терлуаши дух родственный тейпш. Так я, правда, не понял, кого я из вас разделяю. Я, наоборот, прошу вас не спрашивать у меня про тейпы. Кого я разделяю тем самым, я не знаю. До Мелларда я еще не добрался, доктор Габаев. Гунай Гухуа Элирас. Лам акки тайпду. Акки тайпаду, лам акки. Акки тукумду. Бога. Соэш бату. Том свой тайпду. Ламбу тайпду. Чей водопадью. И задонатил кто-то из братьев. Аллах да асаю, шудонахта да духдадуя. Килой, нож килой, одно из шуг, алла шуг. Айт калой, килой, нож килой, шабиш. Юсуп, аят нил донахта асаю. Хакача, Аллах да духуа хуайл. Да будиснек изашка суда хилок беш мархибата ашда мелочи да асаю шудонахта. Вот ищ дикдешн ще духой да умла. Так. Интересно. Я так и не понял, Вежри, а почему я разделяю народ? Ламру так и не ответил он мне. Сес нуайбу, иш хуайбу. Тезен кал хуайбу. Ну, это просто гарниш душу наш, сразу баш у нас. Устрад хуайбу. Никш гарша, да дешевый. Наш хуайбу, асайла наш хуай. Наш хуай будет. Как без наш хуай? Вепибу. И еще один брат задонатил. Беслану донат. Я тем Беслан да асаю. Ваша, где моя подруга? Как-то не видно ее. Окчуа хулу рауиха, ачуи рери Беслан. Чей малхайн. Хей. Тако хурмай нас туарикой. Пешхуай бу битбелир. Вот пешхуай нихлуай элерас. Нихлуай бу пешхуай бу. Янбек цевесу. Чунгруай само собой. Чунгруай хачруай. Уай харачуай бу. Бильтуай битрой эллас. Чарм хуай бу иштама цига. Мержой элла. Мержой относится и к шатойскому кластеру. Мержой относится и к Орсхоевскому кластеру. Беной сказал я. Эрстранжой сказал я. Гарду, удален 24.8. Гарду, устраивает хуай. От Саша, но и гарду кай. Нижлой элла. Орсуай, нижлой. Юсуп задонатитина. Юсуп Джамалаевич. Дал саду ал хадана. Дал дуква хуай. Даг меллях чантир. Аллах дала саду ал ашиятина. Удалахта. Пантуай элла. Башла, мне интересно, почему ингушей так часто встречаются Яндееву, Евлоеву, Аушеву, они все родственники. Не знаю.
Они родственники друг другу. Это вот у них пофамильно идут, как тейпы у нас идут. Бац. Чин хой шо то юку бош, бац. Сунаетрям, бац, сунаетрям. Другой Юсуп задонатил тоже. Юсуп Лухманович. Что я это? Юсуп Лухманович. Аллах да савил хаданата. Все Евлоевы, вся фамилия это один род. Аушева это один род, то есть полностью это как тейп идет у нас, вот у них народ. Да. Биноевых Хачмухадар, у нас было бы 300 тысяч, примерно 300 тысяч Биноевых. Гуноевых 50 тысяч, Чинхоевых где-то 60 тысяч, допустим. Не знаю, Терлоевых где-то тоже в пределах 40-50 тысяч. И штука. Нихлай идет Берсангер, они идут отдельно. Нихал Меттигю, Нихал Тейпаду, Нихлай Дукбуса, Ненхлай Бу Нихлай Цуюкубош. Нихлай Хаквай, Пхантуай, Варандуай. Они, я не знаю, Гархов, но сегодня они идут как отдельный тейп. Башлам, а почему наши журналисты не берут интервью у Аушева? Потому что он не дает интервью. Он ничего нового не скажет, потому что он и приезжал на митинг, там тоже он ничего не сказал. Хачрой еще один зашел в митинг, и с ней хочу. Хачрой я сказал. Стол собуш. Стол собу беной. Сунхан точно будет. Ваша, про Мальсагов можешь рассказать, потому что они в Грузии живут с Малцагашвили. Ой, Мальсагов, Арнохчебу. Есть точно так же Мальсагов в Ингушетии. Но они друг друга родственники или нет, я не знаю. Ой, Куза Абуйхасу Мальсагова, Чоудукбу. Сумбош Мальсагова, Чермайбу. Поэтому... Кей, Бицбелушум, Кей я бушум ногчи. Кей я бушум ногчи, еще Бицбелесу. Ва алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатуху. Аджейк моя, ваша марка Бхалхадон. Вардла шалят язин шипост юкса чувал халтарим уавахчани. Салой у меня пока нету информации про Салой достоверной. Надо узнать про тейп, ваша. Осман, Башлам, нос с его стороны от лицемерия, зная правду, говорит, смотрит, как его народ оскорбляют, чеченцы незаслуженно. Не хватит, ног чего, шутуете, зачем вы такой вопрос задаете? Кой ял харой. Гендер гной дукбу. Гендер гной как минимум от 50 тысяч был. Но если еще прибавить к ним нохуай, но герду так раз гендер нож. И что это вообще под 60 тысяч не слушал гендер гной дукбу. Гендер гной большой тайп тоже, не маленький. Туркуай это наш, и те же самые наш хуай герду туркуай. Генетики так говорят. Да, мамы, школа, что держаться, да что такое, да. Маран ишем халдается, Аллах даруан, гешти чани. Туркашвили из-за войны больше тердониша, у них J2 чистые. Хачруая дукбац. Не такое большое количество.
До 20 тысяч, ваша. Зантхуа духбу. Я не могу сказать, что за 100 у меня таких данных нету, Тимур. Нету такой информации. 60-70 тысяч есть, а за 100 бога я не слышал такого. Хакма, да, шаройских тейпов не так много, по количеству немного их. Но шикруай был, тажим алсмо. Сэр блой леш крой, я сказал. Зантхуай дух бочо. Албуташвили. Нет, до 20, от 20 до 25 орсайза алруай дух был. Алруай дух был. Цуан трой чуть ли не на втором месте. Ладно, оставим количество. Давайте о другом. Амин, амин, амин. Эхки духбу ваша. Эхки в процентном соотношении 80% нохчи чуабееш пушей да и махка. Еще их по разным данным до 100 тысяч. Как минимум. Хорошо, я духбу. Короче, я не буду больше говорить количество, а скацаючон. Давайте все оставим. Мелхик эсбас, мелхик дикбу уже. Мелхик дикошки ечму. Любой чувство от уан трой боба. Хаккой духбу. Хаккой уже под 50 тысяч был почти. Некоторые говорят 37-40, но под 50 тысяч был. Чайруай тейп из докки тейп сдать. Рикхуай, чайруай, уарсуай, чеберлойский ничдой, еще докки датиш. 5 тысяч, 7 тысяч, 8 тысяч, и что цика. Майка жуай, думаю, один из докки чайрадыш, думаю, майка жуай. 18-20 тысяч лошадарей, инсхатсун, изменится цеденя. Надо проверять данные, обновлять. Сейчас, после переписи населения, уже так, более или менее, каста дукая. Дать свой миллион, ваша. 1,5 миллиона набрать мелдук без хайон. Ты не представляешь, просто 50 тысяч коч, дочь, тейпныша, процентов 60 ваша, если не больше. Дальние ближние кисты. Отношение к дальним ближним кистам исторически Куршлай ЛС, Майство Элирас. Вообще исторически дальние кисты это самое большое количество, то есть все, кто жили по верховью реки Аргун, в этой области Аргунской ущелья, полностью лака ашпеш ложь будешь, их называли кистинцами, дальними кистами. Их было обоих полов 18 тысяч человек. Больше всего было дальних кистов. Все, кто проживал в верхней части непосредственно Аргунского ущелья. Ближние кисты были 1800 человек официально. Это ближе уже к 19 веку, чтобы ты понимал. Это не 17 век, не 16, их было очень мало.
Войниш алсмухала ушкезгхала. К ближним кистам относятся, в основном, насколько я знаю, относятся экки и феппи. В основном феппи был ошпеш. Ну, к ним и некоторые говорят, что экки тоже. Хотя, алло, алим, я не хочу лазить в тему насчет малых кистов, я не хочу ближних кистов. Ишь ситуацию у тебя. Больше всего в дальние кисты входили Хельдияр Хуай, все шароевские, в основном шатоевские и тумкалинские тейпы, которые на границе с Грузией, которые живут, в основе своей они относились к ним. Мелхи отдельно шли в этой ситуации, даже когда называли верхними кистами, хотя они относятся к кистинцам, тоже ногчи относятся, но у них название было немножко другое. Вот, поэтому ищ ситуацию. Веппи вой тейпду. Феппи цер тейпду. Что касается цигердог ингушета дексюг махят выжри, асар вайя даязина Ахмад Сулейманов даязина вай ученый даязина мадар у веппи ногчи тейпду относится там к тому-то, алязине, и поэтому за пределами дексун целяшундейс. Масаль нахил. Также относятся дышни, также хильдеаруай, цеси, вот они, те, кто на границе с Грузией жил, Абадиева. Абадиева относится к Евлоеву. Евлоеву Абадиев, аль-композит. Зумсуай дукбац. Ну, зумсуай тейпду дукбац. Зумсуай тейп где-то в пределах 20 тысяч и 4 часа. Низкая захон. Ближние кисты, да, это галгай. Я же сказал об этом. Ближние кисты это галгай. Ну, фяппи, букуш. Цеси ногчи бу. J2 чистые ногчи. Не сказал бы. Это надо генетикам задать этот вопрос. Структура чеченских и ингушских тейпов разная. Это надо у генетиков спросить, Ваша. Да, я понял, о чем ты, аль-композит, я понял. Лам-эк это тейп, а акинцы именно ауховские. Аухая это тухум. Аргоной ногчатый. Аргоной сдали ДНК тоже наши. Башлам и ДНК вейт ахлушую. Зандией. Я не знаю, что за Зандией мялбу ацасун. В войнах Бусунца, за войнах нету такой нации. В войнах нету нации. Есть нация ногчи, есть нация галгай. В войнах нету такой нации. Башлам хотел бы, что я хотел бы, чтобы Пузик подключился к эфиру. Зачем он мне сдался? Макар, галгай, почему у всех ингушей один диалект языка, а у чеченцев много? Потому что чеченцы это настоящий народ с очень богатой языковой культурой. Вот вопрос, Башлам. Хануацер из Ценца. Вот вопрос. Хануацер из Цанрез. Аль-композит, ты насчет него спрашиваешь? Я не знаю. Еще раз повторяю тебе, в войнах в алязинок. Акки нету народ. Акки не народ. И в войнах не народ. Башлам, баула входит в тухум. Нет, баула не входит в тухум, это тейп. Чисто тейп. Абу Хамза, Аллах да сейдуэл.
Он говорил, что они, короче, не из чистых бог, да, не из чистых бог, да, Ты хочешь, не вы, ты хочешь. А запрос, да, я, ну, а чего она? Принятие, война, асрик, запрос, да, моя это, принятие, выйди прямой эфир. Мы хотим Бошватсом, кто ты, покажи себя. А я тебе покажу, смотри, волшебной рукой, бисмилля, домой. Auf Wiedersehen, Sieben Sie Deutsch, домой. Все, nicht в область. Мне нордийцев здесь не хватило с аватарками. Да, алькомпозит, да. Но там есть не только его, многие так говорят, из них там есть в истории моменты. Я не хочу туда влазить, а сумма даются дать, я не хочу. Я его 2 раза пригласил в эфир. Мы бош, как амял дедас, мы бош, амял дяшвы, эфире вал. Покажи свое лицо, хамичеру ал, хахейну ал, мы бош, амял дяшвала. Если ты живешь в Ингушетии, сахрик алундас, со ингушский ахтива оле, все, я ничего тебе не говорю. Но ног чучур аухера, панкисер был ахка, и штен ног чебу. Кипуза, мы, вы, ты бош, помимо что видишь. Что там находится, я не буду говорить. Куза беш? Нету. Войнах, дуашту, войнах, луларнах, гергернах, это есть, я не спорю. Древний дуашту, со времен Адама до Альмига душу. Но народа такого нет. Башлам, прочти мой вопрос выше. Так, свободела. Подожди, вы вопрос говорите, прочти мой вопрос. Башлам, жители Аргунского ущелья отделяли от остальных чеченцев или называли именно так? Нет, их просто по местности называли. Аргунские ущелья, Аболчар. Ну, они по местности называли там, допустим, Веденский округ, там, Аргунский округ. Территориально делить тяжело, а так все одни. Стабулат, Аллах сейдуал. Арчаков Юсуп. Я покупаю только интересные, и когда у меня бывает возможность, финансовая возможность бывает, я покупаю. Ну или когда дарят, тоже беру. Ты хочешь насильно их сделать чеченцами, башлам, оставь тех, кто хочет экки вале, орство вале, валлахи, биллахи, таллахи. Шумах кашбуй, шейн лупак халишу шук. Са шук айлум дать. Ног чуть-чуть бешбу, аспичбеш. Оуха бешбу. И здесь они все в основном у меня в эфире бывают. Ты хочешь сделать маба? Валла не хочу. А сейчас больше хаули доказать тебе бахша лучше. Ой, дать больше доказать тебе бахш. Ой, тхамахка, тхаца, тхадаймах. Ног чуть-чуть будет куза. Шун махкар барш яз ях аз. Тхамах кабеш, я беш пушу мах кабеш сасун. Башлам, что скажешь насчет того, что Нохчи потомки Ноя? Нет, это не легенда, это правда. Абсолютно верно. Я полностью подтверждаю это. Народ Ноя, Нахчи. Башлам, надо позицию Азамата поддержать. Я не знаю позицию Азамата. Мой отец четко сказал мне, Ахкай говорит, что они не Нохчи, то он не Ахкай. Ибраим, обеш мархабата, Аллах дала, дикник бимахвил хадейна, дала елсмани хашвили, дала барт бяшчара хюли. ويتصدق إن شاء الله. أخي شموش بخايتين دقنيو. دونو خايتين أخي شموش بو.
1000 лет. Акки, нохчиш бош, хабош, буцакбу. Правильно, Осман, правильно. Грузины это признают, все это признают, наши почему-то не хотят признавать. Але, Ламро, вот тебе сколько лет, Ламро? Грузины говорят, что они тоже потомки Ноя, но они называются грузинами. А, вот ведь здесь, мне. Ты меня убиваешь. Але до сих пор я тебя считал реально, я думал, ты продуманный чел. Но сегодня ты задаешь такие вопросы, они, конечно, убивают меня. Грозный? Цанхаун бой. До намаза утреннего мялдиста 3:35. 3:13 я ловен, пока 3:35 я халхиду сажим. Хеймал швейник калша эфир добитири кой. Галай потомки Ноя. Конечно, конечно, потомки Ноя, галай. Ну, Ваша, значит, честно сказать, ты такие вопросы задаешь, не делай глупые вещи. Многие ученые говорят, что и Нохчи, и Гюрджи, и Галга являются прямыми потомками. Автохтонные народы являются потомками Ноя. Потомки Кавказьяна являются потомками Ноя. Я не знаю, почему вам это кажется как-то не так. Ваша, почему ты отказываешься от Нохчи тейпов, которые проживают в Ингушетии? Я не отказываюсь. Ваша, Макар, я не отказываюсь и никогда не отказывался от них. Если те, которые проживают в Ингушетии, говорят, что они Нохчи, валлахи, биллахи, таллахи, я только рад. Но я говорю, те, кто говорит, что они не Нохчи, я навязывать не буду. Прошу не путать. Я не хочу туда влазить только по одной причине. Царь кун ишцаля кун вышля хоат ахари эрдодер соцуюк царят. А так я не отказываюсь. Как я могу отказаться? Кто я такой, чтобы отказываться? И кто-то задонатил. Аллах дал, донат. Да, дух, да. Активный берзваю там по донатам. По крайней мере. Верже шукур банцане снега хурм калар, но мадайтлаш. Никто не говорит. Валлахи, биллахи, таллахи говорит. Хохдаклич хирва говорит. Я клянусь именем Всевышнего Аллаха. Валлахи, биллахи, таллахи говорит. Как минимум 8000 человек. Это тех, которые я могу сказать. Мадейц Харстек. Сейчас я покажу тебе. Дюэл кюрта ашбол, мелбол ногчи говорят. Знаешь такое село? Дюэла кюрт. Остальные я вникать в подробности не буду. Говорили, говорят и будут говорить. Но они граждане Республики Ингушетия. Аль-Мискин. Абсолютно верно.
Но ты говоришь, не говорят. Или ты считаешь, что Псидах это территория Нохчичи, признай это. Ты сказал, не говорят. Это твои слова. Я тебе сказал, говорят. Не только там, и с Малгобека говорят, и со мной на связи, и общаются со мной. Но это сейчас не меняет картину. Ламра, уэйцак мади. Так что, ну, мадалам, уэйцак, ну, проблем яцери. Конечно, видел, и мэр. Духчо увидел. Не только это. В 2003 году, во время, когда были референдум в Чечне, несколько селений заявили о том, что они хотят участвовать в референдуме чеченского народа. Потому что они являются чеченцами. Из-за этого поднялась паника, и была встреча Ахмад-Хаджи Кадырова и Зязикова. И там было принято решение, что до того, как урегулируется ситуация по границе, то есть мирно, только 2 селения будут непосредственно голосовать на выборах. Асиновское и Серноводское. Остальные 7-8 селений не будут голосовать. Только после того, поэтому Сунжинский район и это решение. Некоторые норницы пытались говорить, что якобы Ахмад Хаджи Кадыров оставил. Не оставил. До решения вопроса, который был Дудаевым, Аушем подписан, его отложили. И 2 селения, Серноводское, Асиновское, они проголосовали. Остальные селения до решения вопроса остались в составе. В 2018 году, после заключения уже договора, они уже полностью переходят под юрисдикцию Республики Ингушетия. Вот какая встреча была в 2003 году Зязикова и Кадырова-старшего. А никакие сказки, которые там рассказывают, что он передал, не передал, это неправда. В Сидахе большинство неправда. В Сидахе не живут большинство мержой. И багдадцам уже. Не были они в составе Ингушетии. Никогда. Асбахрой. Они были спорные. Как и оставшиеся вам 8 селений. Знаю, Ваша. Знаю. Проездом был. Энгной. Ингилой. Не слышал? Энгной. Слышал. Вывод 1. Шоной это чисто Нохчи. И мы входили в состав Аланского царства. Ни больше, ни меньше. Как и другие соседние регионы. Феникс, сажим калинери тешмя, чувство. Не. Я, честно, с Юрч, вот эту тему я не влазил вообще, честно сказать.
Как жители Свердловска заявили, мы ни одну секунду не входили в ингушский маршрут до того, как жители Свердловска Асинов захватили префектуру и милицию вместе с ним. Знаю, Ваша. Назрани, он чеченец в любом случае. А ингуш в Чечне. Он ингуш, я не про это говорю. Спорные тейпы. Не знаю, Ваша. Я, честно сказать, не видел здесь ни одного ингуша, который здесь исконно проживает 200-300 лет. Говорили, что Галая отдельно тут хоза ождать, по крайней мере, я знаю точно. Они сейчас ночью идут, айпан галгайду ожбу. Что там, я не знаю, Балыгрич. Не могу сказать. Хотя я... Болчин Санин. Вполне может быть. В ислам столице Алании найдена в Грозненском районе. А приписали ее себе, ингуши построили ингушский город. Но это понятно, что это вообще не относится к старому историческому городу. Да, было бы неплохо. Критики бы вообще не было. Бая, Ваша? Согласен. Правильно, Тимур, абсолютно верно. 98% всегда и ночью. 98%. У нас в Серноводске ингуши говорят, что они ночью. Я говорю со своей собственной носюк волы. Никогда в жизни сейчас ночью да цель. И что ночью был. Сасун милори. В Седахе 98% ночи и несколько тайпов ингушских. Кажется, ты спорил со мной насчет 10 тысяч. Если я покажу могилу в Малгобеке чеченскую, то ты мне дашь 10 тысяч донат Болшвацера. А потом ты сказал, что не это имел в виду. Хавацари, Аллак. Эти войны никогда не прекратятся. Финик, чоуды кюшун. Валикум салам. Аухер, без луашк, салам марша дух. В Седахе 90% ночи бахаса. Я-то знаю, я-то общаюсь с людьми оттуда. Зачем им врать? Вот Бузуртанов подтвердил. Вот видишь, Бузуртанов даже правду говорит. Красавчик Бузуртанов. Феникс, викнешь мясо. Я надеюсь, мои нордийцы вырежут этот момент, когда я говорю красавчик Бузуртанов, и сделают из него четкий, мощный ролик. Делал. Я про того Бузуртанова в синем капюшоне, если что, вот здесь, который.
Я тебе еще раз говорю, Ламро, ты же со мной спорил. Проспорить, денча, ищ даться, да соберзирай. Ты же знаешь, зачем ты мне это говоришь. Сон адук вез, Ламро. Несмотря ахсуну, эдитя сон адук вез. Я знаю, что твои корни, наши корни одни. Ты можешь крутить, ты можешь вертеть, ты можешь показать себя а-ля патриота, но хамилу сунха, хотига аш вала сига дек суну, намного, вплоть до мизерной детали сун дикха сига дек. Дуқятиш, ко ялх ис итти накас. Ва алейкум салам ва рахматуллах. Бу баулайт сен нох читает дук. Я не знаю. ها يغز ودا سود لا الامر اصبح حسبراتك هاي لا حيز دي هاي لا ديت ما ديت я-то знаю это. Мы с тобой в судный день, иншаллах, встретимся перед Всевышним Аллахом. Тига ваш волшах и тагу, Аллах дал дуал дахуктар ваши. Так кавашин тига дуйцерду. А так, ахайник дуйцерду, асайник дуйцерду, асайн хуак дуйцерду, ахайн мехтик дуйцерду, иштваших ислугук. Савец ислугук дать, я тебе говорю то, что есть. Хиль чума дать, если бы ног чуть-чуть был хари. يغز والله وخد سوات والله أصبح يغز ودع سيرفنا صون عبرته باخس проблемات اور مشتاق دوي حتى обязательно سوالك همل انت حصون يغز سيخ چانه فينيكش دي كلمة احسون يوقع شيء تجمع تجاو بيكيوش Если бы я сделал 3 глотка, там бы ничего не осталось. Тимур, всегда 98% ногчи бубах, 2% кынеш бубах. Цо дука без головы бубах, приявта ногчи дубах. И дарк ташимо куштик. Нет еще. ويكور حديلين راح مول مقيقنع وإن شاء الله لامز ديك دوق لامرو جاпло لامرو элчун комментарий что он хунцего солнца özре цошу заблокировать дня цахиллашун солнцага шун özре это я не знаю. Коэн хо штухе Diyor ki adeg sen ahterir kıdadegim. Aki yurtti malga be ka'ber şey asvab şey bitsa tabüt. Что все чудо особо заблокировать, вина оли, все грязь. Если я блокирую, вообще вас не показываю. Что вообще гуш сахур. Чтобы вы понимали этого.
Я вас не блокировал. Зачем мне его скрывать? Сунца и Гунцего. Это что-то он, наверное, сделал. Может, у него какое-то приватное что-то сделал он. Сунца Хашон. Я не знаю Малнарбека, честно сказать. Все ждут, пока азан прозвучит, я так понял. Две минуты. Траки нету. Пить уже рискованно. Он основан, когда уже была Чечено-Ингушетия. Малгобек основан, когда уже была Чечено-Ингушетия. До этого эта местность и назывался Псидах и Псидаховский район. Псидахский район. Малгобек основан уже во времена Чечено-Ингушетии. Кажется, то ли 37-м, 38-м или где-то 40-х годах. Ерсон Дагерден Ласон. Валейкум салам бин Фулейн. Ну, хотя меня упрекают в том, что я не знаю, но я-то прекрасно знаю историю. Ну, прекрасно нельзя ее знать, знаю немножко. Когда начали разрабатывать нефть, наверное, там абсолютно верно, Дженчур. Брат, дахая комнатчу квасенсур тхирдухонкест. Башлам, слышал о поисковом движении. Недавно мы 40 бойцов поднялись. Азан. Койк швалу. Этсон тявай эфир вайд аяр зурю. Массарна вежри. Массарна дана та этинчан. Аллах да ласа долук беш мархибата. Цада этинчан. Массарн дерес хил эфиря. Уйламас хан хиллаца свет сацарна. Не забывайте, всем огромная благодарность, то, что вы подписались на канал. Приглашайте нам больше подписчиков. Ставьте лайки. Обязательно оставляйте 1-2 комментария или смайлики оставляйте под комментарием, под постами. Чем больше нас, тем больше о нас информации расходится по всем и больше людей о нас узнают. Всем огромное спасибо, кто принимал сегодня участие в эфире. Цонш Болчан, Дал Маршал Дуэль, Бельчан, Дал Геш Дуэль, Далашу Мархниша, Обал Дуэль, Далашу Икаб Мукшал Дуэль. Массера Аллах Дала Нохчиком, Аллах Дала Барцак Буэль, Бусубшнех, Аллах Барцак Буэль, Дала Гочумнах Шулар Дуэль, Цемгарах Унах Лар Дуэль, Массера Дал Эхту Буэль Шу Массера Бюси Ури Дейх Алюэль, Дала Дикруман Цани, Массана Дейх Албуэль. Не, я дальше эфир делать не буду. Уйламаз Денчуга, это уже чересчур. Массера Дал Духда Дуэльшу, Дал Дикенс Биркам Буэль. Будут вопросы, будет просьбы, что-либо, пишите в директ, я обязательно отвечу, если я знаю. Всем огромное спасибо, огромная благодарность, то, что вы были сегодня в прямом эфире. Знаете, Нохчик ам, инша Аллах, ца душун, хиг душун, хир душун, дош душун, вай цамвах бу, цадей бу,
وي ديق دليش يوش دات صو دنيا انت ميلش ما اعدلا شاش عيغا ما دايت شين بيتشا ما بواتيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عادك يوش مسيرة. نخشوا وصا سيدي محكاسي لارمبا نسبنا نخشوا وصا ولا نخشوا إلا حيدنا لقيت إلا نسبنا نخشوا وصا دوتغتنا سيلارم بكانس بنا نختي يعاسي ضي أكيح وشخل لا يشاء الله قل لي ولا شنسي بردا كانس بنا الصباح شمير الليتا مسكحي وشدنا لجلح دنا لدوخ ودوخ مسكتنا ونشخلا بك بشيئة وخلا قل لي ولا ناقصت لدى هنسينا دوخ وزلح صدال خلص لينك راح نحت وإلا ستلنا نحت ووازا ولا ديق الخلال عيدينا كأسي لارمبا وخشنا نسبيتك يقص بس تستقينا نحت ووازا نختي طيقة خيل نشلتا تنمو دقخ بينا لاتا هانس بنا نخت وواصا سينا دينر دقال يتوس اي نشلتا دقخ لستوا مصدخ شنخ ورتوس استوا هانس بنا نخت وواصا سيجي مقام في حالاته هانس بنا نخت وواصا سيجي مسات سقوئينا سيدوخة إله تعانو حرجت لكيتي خوديتا دي محقونا خلق والا هانس بنا نخت وواصا نخت وبلح دون الخلا دون الجلح ونخلا دي محضر ديا دي محضر بح حيسي مرديا حيسي مردح حي أمر ديا هي والا نخت والا لا نستقين نخت أسخصكم
بويشودالا نخشونا نتسويلرنا بيدنا لحت وقولرنا خستم بويشودالا